мы уже в эфире? Да. Так, у нас уже двое есть. Добрый вечер, друзья. Напишите, кто со мной в эфире. Опять я, наверное, комментарии не вижу просто. Не может быть, чтобы 5 человек ничего не писали. Не писали, они не пишут они тебе. Не хотят, значит. Уже 10 человек, и никто не пишет. Друзья, пишите. Вот сейчас увидишь, пишут тебе или нет. Не пишут тебе никто. Не нужна я, значит, никому сегодня. Сейчас увидишь, пишут тебе нет. Так, все. Be okay. Оксана. Здравствуйте. Ничок, что ли? Здравствуйте. Так, Зира, Всё, Игорева, тебе это видно? здравствуйте. Все? Я соседей комнате. А что, я тебя буду звать, что ли, оттуда? Чечена Ингушетия, ассаламу Я буду алейкум, Сердик смотреть Хейл. канал. Шина Хейл Сердик, да? А? Ну, я хватит, я видео. Ну, давай. Короче, бери меня на подхват. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Сердик Хейл Шина. Добрый вечер всем, друзья. Так, что за нация? Я ингушка. Вера Хабибова. Сердик Хейл Халила. Шина Хейл Сердик Хадова, 1504. Так, что-то. Новые, наверное, мои подписчики. Я вас еще не знаю. Я 2 дня была на свадьбе, поэтому ничего не смогла еще смонтировать. Очень приятно. Спасибо. Мне тоже очень приятно, что вышли со мной на связь, что хотите меня поддержать. Но я не смогла смонтировать, еще не успела. Вчера приехала очень поздно, в 12 часу. Я азербайджанка. Все нормально. Очень приятно. Вроде бы да. У меня много было азербайджанок, подружек, когда я стояла, торговала на рынке какое-то время. Мы очень с ними сдружились, хорошие женщины были. Так, Чечена Ингушетия, вещи Ванускалда, Так, но Нускал не вещи, а ищи. Это племянник женился с сестры моей, сын. Фатима Шакриева. Привет, моя хорошая, привет, Фатимочка. Фариза Ульянова. Ассаламу алейкум, Лила. Приятно снова видеть вас, соскучили за вами. Спасибо, Фариза, большое. Мне тоже очень приятно. Я просто из-за того, что ничего эти 2 дня не выкладывала, решила все-таки выйти в прямой эфир. Если честно, очень устала, но все равно я отдыхаю, когда разговариваю, общаюсь с вами, и даже когда снимаю, что-то делаю. Эсет Ингушка, Седик Хелшин, Масняр, Лела, рада видеть тебя. Спасибо, Эсет, большое. Вы мои такие подписчики, которые всегда меня поддерживаете. Диарес Холшан, Сахалшин. Как у вас у всех дела, девочки? Чем вы заняты? Наверное, в принципе, все сейчас засолками заняты, детьми, которые в школу ходят. Ой, я еще ничего не делала. Ирина Шеверова, добрый вечер. Фатима Шакриева, наконец-то я попала на эфир. Так, Хадова, Лейла, откуда? Вы откуда? Я из Икажева, я с Кантышева. Сейчас живу в Кантышево. До этого жила в Новом Редате. А сама, в принципе, я девочка с Осетии. И на свадьбе тоже была в Осетии. Моя сестра живет в Осетии. Если Ингушка, все хорошо, да, могла. Это, алхамдулилlah, хорошо. Что хорошо. Сегодня тоже, между прочим, была уже на свадьбе в ресторане. Мне мой племянник говорит, когда домой провожает: ты хоть немножко отдохнула, развеялась, говорит, я специально тебя привез, чтобы ты немножко отдохнула. Ну, в принципе, да, я немного там отдохнула. Я же вам говорила, что он у меня танцор, танцует в ансамбле Ингушетия, и сегодня к нему приехали все его друзья.
артисты, которые с ним работают, ну, работали, раньше работали из своего ансамбля, и из других ансамблей, из Дагестана были, из Кабардино-Балкарии были, с Чечни были. Ну, я просто опоздала на открытие, ну, как они приходили, ну, на первые полчаса опоздала, я не могу ничего сказать. Лианочка, спасибо тебе, дорогая, здравствуй. Лянка, смотрю тебя, и действительно такой позитив идет. Девочки, подпишитесь на Лиану Волгоград. Хорошая девочка, моя знакомая, мы с ней очень дружим. Веселая. Были танцы. В действительности очень красиво танцевали девочки. Правда, танцы и вчера были. Спасибо, дорогая. Лиана Волгоград. Надо уже и засолкой мне заняться, тоже времени в обрез. Да еще сестра мне сейчас еще сегодня сказала, что привезет невесту к маме. Как отдохнула. Ой, сегодня я еще немножко отдохнула, Лианка, но эти 2 дня это было что-то. Я говорю, я даже на своей свадьбе своего сына и дочери столько не уставала, как на ее свадьбе. Так, я сетингушка не сидрясь дишалила, да, беркатиюлис. Ну, первые дни любая невеста красивая, хорошая бывает. Потом посмотрим, пока амряз, да, пока довольны. Вроде бы ничего. Хорошая девочка. Ну, видно, что там умная девочка. Ляна, так, мама нормально без тебя была? Да, нормально, нормально, все хорошо. И сын, как ни странно, вроде бы бардака дома не было. Так чуть-чуть прибралась, конечно, все равно по-своему, по-мужицки сделал. Шахида Будни в Эмиратах. Привет, Лила. Привет, Шахидочка. Спасибо вам большое, девочки. Правда, я хотела вчера маму повезти на свадьбу, позвонила, чтобы забрать ее. Я говорю, я сейчас пришлю такси и с моим, ну, с внуком ее, с моим сыночком приедете, побудете часок 2. Но она не согласилась. Сказала, не сможет сидеть. И теперь сегодня сестра мне сказала, что привезет уже молодую невесту к маме знакомиться через несколько дней. Так что, друзья, мне надо будет готовиться. Все-таки первый раз ко мне. Цыплята не забыли тебя. Нет, Шахида, не забыли. Ой, Шахида, говорю, Ляночка, не забыли цыплята меня. Мне надо будет какой-то еще подарок девочке выбирать что-то, когда вот первый раз везут, ну, невесту, сноху в гости. Мне надо ей какой-то подарок дать. Вот думаю, что же, чтобы ей купить такого. Девочки, вымоталась, друзья, я на этой свадьбе, если честно, по полной. У моей сестры нет ни дочери, ну, сноха есть, но она далеко приехать они не смогли. И она так переживала, боялась всего, и чтобы там ей помочь, все-таки в действительности бегала как будто бы на своей свадьбе. Еще ее заловки меня попросили, ты бы присмотрела, они уже намного старше меня просто, и попросили меня, хоть ты и не должна здесь бегать, должна была вроде бы сидеть, но, пожалуйста, посмотри за всем, присмотри, чтобы не было, ну, чтобы чего-то не хватало. И вот приходилось везде смотреть, присматривать. В субботу готовила, как вы знаете. И в воскресенье утром доделала свои эти салаты, все сделала. Так, Елена Исаева. Лейла, добрый вечер. Впервые попала на эфир. Добрый вечер вам тоже. Спасибо, что зашли. Салаты не забудь нам рецепты заснять. Хорошо, я обязательно засниму. Наверное, как раз буду их делать, когда будет приезжать сестра со снохой, чтобы и для них были, и чтобы вам показать, я надеюсь. Да, свадьба родственников иногда тяжелее рабочей недели. Ой, Лиана, ты не говори, если честно, хоть и некрасиво говорить, но на каждом пальце моем по волдырю настолько я там набегалась. Просто обувь оказалась такой неудобной, что натирала мне ноги. И я боялась, что раз они мне сказали, на меня ответственность наложили,
А я в действительности человек ответственный, хоть и некрасиво о себе это говорить. А, Боялась, что где-то что-то не досмотрим, где-то что-то кого-то не так угостим. А у нас это девочки знают, что Кавказ Фуд, Лила, привет, добрый вечер. И вот бегала, чтобы в действительности всего везде хватило, чтобы подавали горячее, чтобы и чай был горячий, и чтобы подлива была горячая, и мясо было горячее, и чтобы каждого усадить. Фатима Шакриева, как я тебя понимаю. Иса Живев, добрый вечер, добрый вечер. Ну, вроде бы у нас хорошо, вся свадьба прошла очень хорошо, все были довольны, еды хватило, не было такого, чтобы что-то чего-то не хватало, даже осталось очень много. И сестра у меня такая, знаете, как сказать, не жадная, как говорится, раздала все, что осталось, никто оттуда не ушел с пустой сумкой после свадьбы, и практически к вечеру уже ничего не было. Свадьбу снимали. Вы знаете, Елена, свадьбу снимала, но у меня так мало получилось снимать, потому что на мне была такая ответственность, приходилось все время принимать гостей, провожать гостей, и еще подарки эти гостям тоже отдавать. Я хоть и говорила сестре, что давай не будем подарки покупать, не будешь ты их давать. Нет, говорит, у меня больше нет, никто не женится, не замуж выходить больше некого. Я хочу все-таки давать подарки. Так, Лейла невеста случайно не Нальгиева, аккаунт мужа? Нет, не Нальгиева, она Досхоева. Райан, вечер добрый, дай Аллах счастья молодоженам, да, борца. Бог, красивая невестка Машала. Спасибо, Диария Схолша. Так, Кавказ Фуд, Лейла, расскажи о Колыме. Колым, значит. Ну, Колым у нас какое-то время так четко было, что больше там 50 тысяч нельзя давать. Потом вот на данный момент 150 тысяч дают Колым, 10 тысяч там дают матери, ну, невесты. 160 тысяч, короче. Ну, а в принципе, кто как может. И 200 дают, и 300 дают. А так поставленная сумма на данный момент, по-моему, на 150 тысяч. Или, если честно, я вот на данный момент не могу точно сказать. Вроде бы один раз поставили 160. Вы знаете, у нас племянник, жених довольно-таки взрослый, ему скоро 39 лет. И мы там еще, когда снимали, еще 20 лет ждали эту свадьбу, мы издевались над ним 20 лет. И невесте тоже говорили, мы тебя 20 лет ждали, если ты еще не оправдаешь наши ожидания, то не знаем, что будем делать. А потом я говорю, а ее-то какая вина, что он не женился? Не знаю, что-то вот в действительности даже сейчас он с трудом женился, не знаю почему-то. То ли уже с возрастом они не хотят жениться. Так. Ахора Эспена. Так, добрый вечер. Нам ты нужна. Опоздала. Так, Тамара Якушкина. А если семья не богатая, кредит берут на Колым? Нет, не берут кредит. Асет Ингушка сам женится, взрослый мужчина. Шахида. Так. Ой, я не могу прочитать на английском. Извини, Лела, я с тобой. Извини, Лила, я с тобой, но занята. Писать не могу. Ну ничего, Шахида. Спасибо. Асет Ингушка не сидит хугвуцох. Пока нормально. Да, зять будет хороший. Вообще у меня племянник, если честно, я не льщу, не так, чтобы сказать чего-то. Очень хороший парень. С возрастом умнее становится, поэтому и не хотят жениться. Да, уже с возрастом они начинают выбирать, придираться к каждой мелочи. Поэтому нет, кредит не берут. На данный момент, вот как я вам расскажу, как как у них произошло, ну, как у них был денежный вопрос. У них очень хорошо, и мне это очень нравится. Есть такая своя касса, вот именно у их фамилии, они Чахкиевы. Они в месяц откладывают, по-моему, по 1000 рублей каждая семья, откладывают в свою кассу деньги, и у них там больше 300-400 тысяч, по-моему, накопилось. Эся Ингушка, Ибрашка, привет. Да, у Ибрашки просто сейчас гость, друг у него, и поэтому не может здесь рядом со мной сидеть, и частенько заходит и спрашивает, все ли у меня нормально.
И вот у них это им очень помогло, 300 с лишним тысяч, по-моему, точную сумму я не помню. Ну, этой суммы, конечно, мало, чтобы сыграть свадьбу, но тем не менее, первое вот то, что можно было сделать, они сделали на эти деньги. И Колым был оттуда отдан, и некоторые, ну, все, что им там нужно было купить, купили. Но этих денег, конечно, было мало. Какая-то сумма была у них у самих. И мы все понемножечку тоже, кто как смог, помогли. Ну, если честно, я вчера приехала в 11 часу, оттуда была дома уже 11:30 только. Я ее не спрашивала, что, как, накопилось ли, или сколько, ну, что, как. И сегодня как-то я поехала в ресторан, уже все собрались, и спрашивать было неудобно. Так, Ибрагим Индиев отвечает, Иосиф, добрый вечер. Так, Тамара Якушкина, какие молодцы, ну на Кавказе люди дружные. Да, мы в действительности, если честно, чеченцы, ингуши очень дружные, очень помогают. Ибрашка, Весь эфир прошел. Мадина звонит, посмотри, что ей нужно. Извините, друзья. Счастья им, Кавказ. Спасибо. Так что и в действительности вот у нее не было снохи дома, дочки нет, столько снох собралось родственников, и ее родственников, и моя дочка старшая всю мясную продукцию, и все это она сделала. Накрыли столы, так, твоя Буся, смотрели только передачу про Турцию, на свадьбе гостям печенье, вода, деньги всем молодым. Нет, вы знаете, у нас очень бывают столы, ну, расходы на угощение, конечно, это у нас заведено, расходы большие, но тем не менее. Так, Изира легко и просто, Лерушка. Спасибо, Изира. Все-таки, так, Адам Ахильгов, Седик Халила, ну, пахло Адам. Так, Адам Ахильгов, скорее всего, это племянник моего мужа, если не ошибаюсь. Напиши ты ли это? Буквально Ибрашки отвечают. Ну, вот так вот, друзья. В действительности девочки очень, невесты, девочки незамужние, очень ей помогли, конечно. Я, ну, привет тогда, Адам. Это племянник моего мужа. И очень все хорошо прошло, в действительности. Очень хорошо. Все были довольны. Всего было хорошо. Всего хватало. Так, Езира легко и просто, как всегда, красавица. Спасибо, Езира. Так, очень приятно тебя видеть, как мама себя чувствует. Надеюсь, все перепелки целые. Ибрашка, как там? Он не смог приехать. Так, скажу вам, как Ибрашка. Ибрашка нормально, мама тоже очень, машаллах, хорошо, но на свадьбу не смогла приехать. Мы хотели ее на часок хотя бы уже после того, как невесту привезти, но не согласилась, побоялась она. Я приехала, я говорю, ну я же тебе, ну, я через Ибрашку просила ее, приедет или нет. И она говорит, побоялась приехать, потому что все-таки она не может долго сидеть, и приходится и лежать, и, ну, и по своим делам. Короче, она перестраховалась и не приехала. Конечно, именно свадьбу этого внука она очень ждала, она очень любит это. Ну, в принципе, мама любит всех своих внуков, что внуков, дочерей, что детей, сыновей. Так, я восторгаюсь грамотности вашей, Лейла, Рай и Яд. Чахкиева из Куртатали. Да, ну, Куртат Камбелеевка. Ну, в принципе, Куртат. Ахмед Амин Явлоев, ассаламу алейкум всем, ва алейкум ассалам. Тамара Якушка, у вас интересный канал. От вас теплом и уютом веет. Спасибо. С ужасом думаю, что придется женить своих сыновей. Почему с ужасом? А я, если честно, вчера даже расплакалась. Ну, когда, в принципе, я всегда плачу, когда на свадьбах бывает музыка и танцы. Вот не знаю, почему, девочки, накатывается ком к горлу. И мне хочется плакать именно, когда на свадьбах играет музыка и танцует. Так, это меня Влоева, откуда вылила. На данный момент я с Кантышева.
Сама родом с Куртата. Женились бы, если честно, если бы все три сына мои были сегодня женаты, я была счастливее бы всех на свете. Так, Леонидовгород. Ох, я заранее не люблю своих невесток. Почему? Так, София, это Маш Дахилша, Масабис Дикхейл. Леонидовгород, ты мачеха. Нет, невесток нельзя не любить, но вы знаете, когда невестки уже не любят и не вписываются в твою семью, это очень плохо. Так, подари перепелок, пусть научится ухаживать. Кому подарить? Не поняла вопроса. Леонидовгород, жалко мальчиков. Почему их жалко? Ведь наши мальчики, наши мужья тоже были чьими-то мальчиками. Значит, и их мамам было жалко своих сыновей. Быстро, вкусно от Хадижи. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Хадишка. Как у тебя дела? Как твой канал? Девочки, и вот у Хадижи тоже ингушка. Очень хороший канал, готовит вкусно. Заходите к ней. Быстро, вкусно от Хадижи. Если ингушка вейкам, эздихетыш, когда видишь, когда танцует, наверное, поэтому слезы, гордость тебя берет, Лева. Может и это. Вот я даже не могу объяснить, вот почему-то в действительности. Или то, что мои сыновья еще не женаты, или то, что вот у меня нет мужа. Вот я не знаю, вот что-то накатывает на меня, и я плачу. И в воскресенье тоже плакала, дочка моя никак не могла меня успокоить, в принципе, не понимала, почему я плачу. Но я все-таки взяла себя в руки и снимала, и танцы, и песни. Но снимала очень мало, действительно, снимала. Днем вообще мне не получалось снять. Так, Махмед Аминилуев только подписался, смотрел разные свадьбы, ингушские попал в ваш канал. Похоже, что вы недавно начали. Да, я не 2 месяца только. Я начинающий блогер, снимать не очень-то умею, конечно. Так, Хадижа, Лейла, все хорошо, как мне приятно вас видеть. Спасибо, Хадишка. Спасибо. Я так сегодня тоже просмотрела некоторых девочек, буквально минут 10-15, пока ехала на такси домой, но никому ничего написать не успела. Так, Лянку немножко просмотрела, Хадишку посмотрела и Малику посмотрела немножко. Но комментариев, девочки, я вам не написала и даже не пролайкнула. Но я повторю, посмотрю полностью, я вам гарантирую лайк и просмотр. Так пробежалась, пока сидела с ресторана до нас, там мне минут 15 только ехать, поэтому много чего посмотреть не успела. Мака, добрый вечер, Мака. Так, всем добрый вечер, Грейзи. София Саверта, ты счастливая, пока не женаты. Вы знаете, нет, я с вами поспорю. Я счастливая, пока не женаты, может быть, с одной стороны. Но с другой стороны, пока я здорова, мне бы хотелось, чтобы они женились, чтобы они создали свои семьи, чтобы они обустроились. И, в принципе, я бы могла спокойно умереть, как говорится. А так я переживаю за них, они уже взрослые, семей пока нет, и много чего им надо сделать. И пока я могу их поддержать, мне бы хотелось, чтобы они женились. Так, Малика Албакова, ресторане Сакеташ, Хани, это племяшка моя, любимая племяшка моя. И получается, она типа как крестница моя, по-русски, если сказать. Малику назвала я. Тамара Якушкина. Здоровья вам и вашей семье. Спасибо, Тамара. Да, вот так вот. Нет, я очень хочу, чтобы женились мои сыновья. И не хочу из-за того, что там мне нет помощницы, мне помощница нужна. Я это говорю серьезно, честно, от души. Просто я хочу действительно, чтобы мои сыновья создали себе семьи и жили бы себе. И большего счастья, большего... Ну, ничего мне больше просто не надо, если честно. Так, Иман Мальсагова. Какая вы приятная. Спасибо. У меня был же сын женат. Мы буквально 2 месяца только сноха с нами пожила, ушла. Я не поняла, что она... Почему, что... Так...
Иман Масагова, привет с Чечни. Здравствуйте, вам привет с Ингушетии. Рая, слезы радости, скажи так. Ну, наверное, и слезы радости, и слезы, скорее всего. Ну, я не знаю, короче, накатывает на меня и все. Вы знаете, был очень тяжелый удар, когда ушла моя сноха, если честно. Что для меня, что для сына. И я не поняла. Все вроде бы говорили, что я буду хорошая свекровь. Но хотя я ни секунды не встревала, ничего не говорила, но потом эта девочка столько наговорила, что мне так было обидно. И я по жизни не люблю ложь, и поэтому пусть Аллах ее рассудит. Вот так вот, друзья. А теперь сын пока не хочет жениться, не знаю, что будет. Так, Эся, Ингушка, Рускуаштан, Ханатлела, не переживай. Ну, наверное, так, я не знаю, в действительности. Адам Ахкигов Бахайк сейчас приедет с полными сумками и женим его. Ну, я надеюсь, Адам, твоими бы словами мед пить, как говорится. София Ротар. Да, Лила, это правда, конечно, хочется, чтобы все у них устроилось. Ирина Козляева. Салам, Лила, я согласна с тобой на 100%. У меня три сына, и я тоже хочу, чтобы они быстрее поженились. Так, салам вам тоже, Ирина. Так, Тамара Якушка, скажите, пожалуйста, я просто не знаю ваших обычаев. Извините за вопрос. Вы будете влиять на выбор вторых половинок ваших детей? Нет, я не буду влиять, тем более. Вы знаете, я повлияла на выбор, ну, сказать даже не я, ситуация наша повлияла на выбор моей дочери. Я об этом глубоко пожалела, если честно. Нет, на выбор сыновей я не буду влиять. Вот именно на выбор сыновей я точно не буду влиять. Мне все равно. Лишь бы она им нравилась. Лиана, Лейла, не настаивай, чтобы сыновья женились, всему свое время. Да я так сильно не настраиваю их, не настаиваю, вернее. Лемка Бокова, Лейла, дай Аллах тебе хороших богобоязненных невесток, чтобы вашим был совет и любовь в доме, наверное. Спасибо. Ася Тенгушка, это самое плохое, что после развода девушка рассказывает небылицы про мярцей. Это низко, да, это очень плохо. Если честно, я никогда ничего плохого не сказала этой девочке, но в свой адрес, в адрес моей семьи мы столько услышали, что мы даже были поражены этим. Я не знаю, почему это так произошло, но разошлись. Но зачем поливать грязью, тем более неправдой. Уют в доме, Эмили, привет, Клеева, привет, девочки. Иман Масагов, когда снохи уходят, свекровь становится виновата, если даже ни разу плохого слова не сказала. Так, быстро, вкусно от Хадижи. Все будет хорошо, вашим детям очень повезло, что у них такая мама, как вы, умная, мудрая. Спасибо. Эся Тенгушка, да, и Мярцей тоже обсуждают невест. Я ее не обсуждаю, если честно. Я ее не поняла. До сих пор я не понимаю, что нужно было этой девочке и почему она ушла. Клянусь, не понимаю. Это был просто гром среди ясного неба. Я ей, вот она, может быть, когда-нибудь увидит эфир. Может, ее друзья, знакомые увидят эфир. Мне, я уже не молодая, я с серьезными заболеваниями, и мне сейчас сидеть и врать, это, в принципе, не нужно. Так, Ася Тенгушка, я не о тебе лила, а о многих других. И ни слова я ей не говорила. Вот я даже не знала, что у них идут какие-то противоречия с моим сыном. Узнав об этом, я их 3 раза помирила. Так, мне кажется, вы прекрасная свекровь будете. Вы такая культурная, спокойная. Я же говорю, что большинство невесток это зло, Лианка. Нет, так получилось, наверное, Лиана, не знаю. Но в действительности, вот узнав 3 раза, что они между собой там не дружат, не ладят, я их 3 раза помирила. Я старалась, в действительности делала все, что от меня зависит.
И девчонка обещала, что больше ничего не будет. Мне даже когда сказал, я своей дочери не говорила то, что говорю ей, но все равно у меня не получилось. Не получилось. Мне было обидно. Не знаю. Расходиться нужно цивилизованно и благородно. Значит, эта девушка не ваша, не жалею об этом. Вы знаете, Ленка, я поняла это. То, что она, если честно, что она не моя, я поняла. Но мне все равно не хотелось, чтобы она уходила. Ну, так получилось. Иман Мальсагова, не завидую я вашим будущим невесткам. Ляна Волгоград. Да Лянка так говорит. Лянка будет очень хорошая с свекровью. Просто она хотела большего, чем он мог ей дать. Такое бывает. Ну, скорее всего. Так, Любовь Маслик. Ляна, наверное, судит по себе всех невесток. Яся Тенгушка. Точно, Лена Бокова. Так. Ну, у девочки, как я поняла, в действительности были большие запросы. Она очень... Ну, не то, что большие запросы. Она, скорее всего, наверное, не поняла ситуации. Обычно у нас и у ингушей дом остается в наследство младшему сыну. Ну и также в наследство остается старая мебель, как говорится, свекру со свекрухой. Ну, как такового у нас свекра нет, значит, я должна была остаться сыном. А я, если честно, сказать, больше люблю, но люблю-то я их всех одинаково. Просто я больше всех переживаю за старшего сына своего. И мы так в общем семейном совете решили, еще даже мы не собирались его женить, даже не был вопрос, не стоял в этом. Мы решили, что дом останется старшему сыну. Вот дом, в котором мы сейчас живет, это дом старшего сына. А с кем останусь я, мы еще не решили. У нас был такой семейный совет как-то. И так мы поговорили, я сказала, я останусь с той невесткой, с которой мне больше понравится. Вернее, с той невесткой, которой я понравлюсь. Вот которая меня выберет невестой, с той я и буду жить. Ну и на том мы решили. И когда вот засватали эту девочку, еще до сватовства, я сама лично ей сказала, что дом вам строиться не надо, если только обустраивать дальше. Все это я объяснила, всю ситуацию. Но, наверное, девочка не поняла. Вот по тем разговорам, по тем выходкам, которые она с моим сыном у них происходили, такие расхождения, я поняла, что она подумала, что сразу будет жить одна только с мужем. Но сразу оставить их одних у нас просто не получалось. Может это, может то, но явно, что с ними произошло, я так и не поняла. Ну, как говорится, не судьба, забудем их. Так, Лиана, любовь, если бы моим мальчикам попалась, как я, невеста, то я бы и сама ноги мыла, прошу прощения за нескромность. Не переживайте, уважаемые, всякое бывает в жизни, а Бог рассудит, да. В доме, поэтому нужно всех отделять по возможности. Ну, конечно, нужно всех отделять, я не против этого. Я им сказала, если вы сможете жить отдельно, пожалуйста, уезжайте и живите. Но я на данный момент уехать не могла из собственного дома, по крайней мере, пока что-то мне кто-то не построил или что-то. Ну, короче, не знаю. Ну, у девчонки что-то было. Если ты говоришь, калилым, ирздейн, ханзашнях, мернанзен, нет, им сейчас не кажется, что мы такие. Так. Ахора Испаньол. Я пошутила, невесте, которая в гости приедет к тебе. Все к лучшему. Ляна, все к лучшему. Ну, я надеюсь, что все-таки все к лучшему, что мой сын найдет более нужную себе партию. Если немножко нет родителей, нет берката в доме. Не говорите, вот когда уже родители, когда старшие старики уходят все-таки, даже родственные связи. Вот вчера вот на свадьбе не было наших родственников. И мы сегодня сидим, обсуждаем, вот они не приехали. Вот их родители умерли, их нету ни отца, ни матери. Они вот родственники со стороны моей мамы. И уже они не приезжают. Они не приехали на свадьбу. Они на свадьбу моего сына их не было, и на свадьбе вот племянника их не было. Все-таки печально. Просто люди, как вам сказать, богатенькие, у них ей водятся деньги.
Им, наверное, просто не... И вот я делаю по этому заключению. Мы им практически не нужны, что они от нас не зависит, что мы там поедем к ним свадьбе, не поедем. Это очень неправильно, это было нам обидно, нам очень хотелось их видеть у себя на свадьбе. Но их не было. Фатима Шакриева, жалко, у меня нет девочки. У меня такая захоба была. Спасибо, Фатима. Мне очень хотелось, если честно, друзья, мне очень хотелось быть подругой своей невестки. Очень. Мне очень хотелось, чтобы быть в хороших отношениях с ее родителями. Но не знаю, может я виновата. Я не могу точно ничего сказать. Может, я не сумела это все сделать. Лена, вот это безобразие, сильная женщина, такая хрупкая с виду, столько пережила. Так, уют в доме Эмили. И не все, и не вас, и не в вашем доме. Так, Иман Мальсагова. Что бы я делала без своей свекрови, она во всем меня поддержка. Не дай Аллах мне ее потерять. Не говори. Пусть она у тебя живет. Так, Елизавета Келикова, Сердик Хелшин. Что на Хел Сердик Лила? Я опоздала на эфир. Нет, ты не опоздала, я только недавно в эфире. Так. Уведомили ваше начало, Лела. Да. Если эта игрушка вернуть бы мне моих свекра и свекрух, я была бы для них самой лучшей невестой. Ханс Холшун, Хейнгелари. Не говорите. И я, между прочим, я, кстати, об этом задумываюсь очень. По молодости мы очень много совершаем ошибок, очень много, и эти же ошибки были у меня. Я об этом часто думаю. Вот мне кажется, тогда вот было не втерпешь, тогда, когда были молодые, все казалось, что они делают неправильно. Ну, это я на своем опыте говорю. Много чего раздражало, много чего мы терпели. Не терпели, я имею в виду, а очень многое можно было бы потерпеть. Очень многое. Да, Лила, это так. Конечно, никто с инструкцией замуж не выходит, поэтому совершают ошибки. Да, ошибок много в действительности. Но кто-то должен быть мудрее. Если честно, моя свекровь была очень мудрая женщина. Она хорошо понимала, даже намного лучше, чем моя мама понимала меня и моих снов. Моя свекровь. Я не могу о ней ничего плохого сказать. Ничего. И не из-за того, что ее с нами нет, и не из-за того, что вот прямо я не смогу это сказать в эфир, нет. Я могу поклясться, что в действительности была очень умная женщина, очень мудрая женщина и очень хорошая. Таких свекрух вообще-то в принципе и не бывает. Не бывает в действительности, мне кажется. Мне очень хотелось быть похожей на свою свекровь, но не получилось. Ну, может, еще получится. 3 раза должна женить. Может, опыт какой-то будет. Так что вот так вот. А вообще, если бы, у меня такая ситуация, у меня сейчас не получится это делать. У меня уже такой замысел идет, чтобы снять квартиру и уехать с младшим сыном, пока он не женат, и пожить отдельно, как только женятся эти двое. Двое. Второй-то уже, в принципе, как говорится, отломанный кусок. Он, по-моему, и, в принципе, не скоро приедет с Москвы, так что заберет свою жену туда. Елизавета Кельгова, как приятно тебя видеть. Сакыпер Иваша. Да, Сакыпер. Так она спрашивает, погуляли? Если сказать, на свадьбе-то не очень у меня получилось погулять, но сегодня я так отдохнула, хотя тоже снимала. Я, в принципе, уже не отдыхаю, я все время снимаю, и с меня смеются. Вот блогерша. Так, мне было 25 лет, когда их не стало без свекра и свекрухи, все на моих плечах. Нет ни доверия, ни дивера, ни заловки. Это очень трудно, в действительности, когда нет дивера, заловок у меня, правда, 5, 6 даже, замужем 5. И дивер у меня есть, но это другая история. Но помощников нет, действительно, когда их нет, очень сложно. И если у тебя нет мужа, если у тебя нет дивера, особенно у нас, у ингушей, у чеченцев, мне кажется, явно чеченские обычаи, я не знаю, если что, вы меня извините, конечно, но у нас, у ингушей, если их нет, очень сложно, очень сложно. Тамара Якушкина, я православная, но свекровь у меня была мусульманка.
Она была хорошая женщина. Когда ее парализовала, то я с мужем ухаживала за ней. Потому что это был мой долг. Меня так воспитали, а сейчас ее нет. И большое вам спасибо за это. Вам воздастся, если вы за ней ухаживали, конечно. Хоть вы не мусульманка, хоть кто, по-любому, за родителями, если вы смотрели за родителями, за мамой мужа, вам за это действительно воздастся. Так, Фариза Ульянова, для матери большого счастья, не надо, когда ее дети счастливы, да. Уют в доме Эвели. Конечно, я была бы рада, если свекровь согласилась жить с нами. Алия Бекиева, ассаламу алейкум, дорогая. Почему невеста без платка? Алейкум ассалам. Вы знаете, в действительности я тоже не люблю, когда вот так вот невесты бывают одеты, обычно. И так, Алия Бекеева, ассаламу алейкум, дорогая, почему невеста, как тоже невеста без платка, я прочитала. Ира и Иркисница, Франция, привет, всех приветствую, кто в чате. Привет, Ира, спасибо тебе, что зашла. Уют в доме Эмили, потому что в доме взрослый человек и ощущение к жизни другое. Эсет Ингушка, на ней фото. Да, на ней фото, Эсет, но я в действительности, может быть, увидев мой эфир, будет неприятно невестке моего племянника, но я вот такой наряд не поддерживаю. Если ингушка, чеченка, без разницы, вот так вот с открытой головой, фото они снимают, по идее. Мне кажется, это неправильно. Нужна на голове быть шапка. А шапки нет, то прикрыта она. Она стоит без косынки, считай, первый день замужества. Я всегда это осуждала, мне не нравится это. Ну так делают многие. Так, Лиана, Волгоград, Лила, невесте сколько лет? Невесте сказали, что 26 вроде бы, я не интересовалась, если честно. Но вот когда ее сватали, по-моему, моя сестра говорила, что ей 26. Ух ты, строгая. Ты знаешь, Лианка, я строгая именно как тебе сказать, вот именно в тех адатах, которые должны быть. Ее видят в этот день первый раз. Она первый раз приходит в дом мужа. И по идее, мы мусульмане, по крайней мере, хотя бы в этот день голова должна быть прикрыта. Это мое мнение, я не знаю. Обидится, пусть обидится. И она, и другая, кто бы не обиделись. Я не люблю европейские платья на наших девушках, которые выходят замуж. Вот не люблю. Так, Любовь Маслин. Лила, а что у тебя за головной убор был на собственной свадьбе? Так, на собственной свадьбе, на какой? В смысле, на моей свадьбе? Саид Рамзан, сейчас так выходят замуж. Да, Иман Мальсагова, вы правы. На моей свадьбе у меня была шапка на голове и фата еще. Лиана Волгоград. У вас невестки дарят серебряный пояс вроде, да, или нет? Или путаю? Нет, у нас не дарят серебряный пояс. На свадьбу не дарят. У нас дарят, дивер обычно везет золотое украшение какое-то. Уже на усмотрение. Там серьги, или вместе серьги с кольцом, или колье с браслетом. Вот что-то такое. Так, Эсет Ингушка, Лила, ты права, Вайчур, в колхозах хамам, да. Да, ингушский наряд. Красивее ничего не придумаешь. Хади Ужахова, по-моему. Здравствуйте, будет ли видео со свадьбы? Будет, но я не гарантирую, что она будет очень интересной, если честно, потому что у меня очень плохо получилось снять. Лиана, я, значит, перепутала. Да, это не наш обычай, не наша, да. Тамара Якушкина. Да, в каждой религии свои законы. Я с уважением отношусь ко всем. Вы знаете, этот ингушский наряд, в принципе, на данный момент одевается один раз в жизни. И почему бы его не одеть? Фатима 82. Ну, сейчас так одеваются. Ну, я ничего не говорю против. Пускай одеваются, но я говорю просто, что мне не нравится. Уют в доме Эмили. Мне тоже очень нравится, когда шапочка такой, статный вид у невесты. Да, Эсет Ингушка. Раньше дарили серебряные пояса, Лейла. Я не слышала, если честно. Не слышала. Значит, я что-то упустила. Лейла Волгоград, не скромничай. Ты замечательный оператор. Ну, прям. Так, Тамара Якушка, вы правы. Эсет Ингушка. Сейчас их и нет. Дорого очень. Да,
Да, серебряные пояса и то, что вот одевается сюда, тоже очень дорого, конечно. Но я не слышала, в наши времена их не дарили. Мне просто привезли, если честно, пояс, и я уже не помню, как называется, то, что вот на грудь надевается. Мои мярцы мне принесли, но они взяли у родственников, и мы их после свадьбы отдали, но не дарили их мне. Эсет Ингушка, так, Леоноград, вот я, значит, молодец. Да, я сама не знала об этом. Не мярцы дарили, а родня дарила. Я не слышала, я себе клянусь, первый раз это слышу. Первый раз. Вы знаете, я даже сшила своей дочери по заказу именно вот наш ингушский наряд. Платье мы, ну, на свадьбу белый был у нее наряд, именно чокой. А после, как на второй день, как снимет она первый, мы специально по заказу сшили ей розовый наряд. Мне очень нравятся ингушские наряды, если честно. И даже на второй день я ей не купила европейского платья. Мы ей сшили по заказу розовый, очень красивый наряд. Так что я поклонница именно нашего наряда. Салам, Маша, всем, кто в чате. Добрый вечер. Добрый вечер. Фатима 82. Мне нравятся ингушские наряды. Нет, уж Лиана. Ну, Лиана Волгоград. Ну вот я помню, что у нас ингушка с поясом большим шикарным была в мою молодость. Вот я не помню, девочки. Я этого закона не слышала, чтобы дарили. Так, Саида Рамазан. Невеста красивая и чёрка красивая. Да, Марина Грибай. Ассаламу алейкум, дорогая моя Лила. Алейкум ассалам, Марина. Все-таки европейское платье можно в любое время одеть. Мне кажется, вот одели, но на первый день оденьте именно наш национальный наряд, а уже на второй день, купите это европейское платье, или как бы берут они его на прокат, но возьмите его на прокат все-таки. По-любому, если ты другой национальности, если у тебя есть свои адаты, если у тебя есть свои законы, свои обычаи, мне кажется, нужно их соблюдать по-любому. Нет, на свадьбе один день, конечно, но так получилось из-за того, что в субботу просто мы готовились к свадьбе. Так, действительно, раньше дарили в войнах и серебряный пояс невесте. Вот видите, насколько я не дотюкала, не знала, клянусь, не знала. Надо будет историю почитать. Даже неудобно. Свадьба бывает только в воскресенье. Просто так, в субботу я была, помогала перед свадьбой. Сегодня просто из-за того, что он танцует в ансамбле, пригласить их туда домой просто. Ну, обычно и домой приглашают, но моему племяннику показалось, что будет легче, если будет в ресторане. Обычно коллективы приходят на второй день, чтобы спокойно посидеть, чтобы спокойно побыть с женихом, там, с невестой, если они где-то работают, жених, невеста. А тут еще такой коллектив. Так, Рая. Лела, я тоже против европейского платья. Какой красивый наш наряд. Да. Но я всегда это говорила. Пусть европейский наряд одевают на второй день. Ну, можно же также на прокат его взять. Ну, чуть дороже, конечно, будет. Ну и что ж. В принципе, и женится, и выходит замуж практически один раз. Так, моей тете, когда она выходила замуж, ее отец подарил этот пояс из серебра, нагрудник, нагрудник, никак не могла вспомнить, под языком моталась. Его до сих пор невесты у них берут на свадьбу, я в них выходила замуж. Так, Лиана говорит, что-то самой захотелось на свадьбу невесты 26 лет. Так, Раят, у нас пояса не дарили, а передавали друг другу или брали на свадьбу, у кого есть, а потом возвращали. Да, вот это вот я знаю, я же говорю, у моей тети моего мужа был этот пояс и нагрудник, вот мои мярцы прислали мне этот, и мы после своей свадьбы их отдавали. И также они их давали по своим знакомым, родственникам тоже, типа на прокат, но без денег, конечно, просто. После свадьбы им их возвращали обратно. Сейчас-то это все по прокату, а тогда было так. Так, уют в доме Эмили. На второй день, если нет свадьбы, для чего его надевать, если у вас во дворе делают как торжество? Так,
Лиана, я Ингушка. Лиана, ведь знаю обычаи. Умница Лианка. Я сядь Ингушка. Ну, кто мог себе позволить, тот покупал. Ну, может быть, действительно, кто мог позволить, тот покупал. Но, в принципе, это всегда было дорого. Это я знаю. Ну, раньше, например, сейчас наряды берут на прокат. А когда я выходила замуж, их шили индивидуально. Единственное, что сноха, которая, ну, брата, жена, которая, вот невеста, если придет, а в доме сестра мужа, она отдавала свой наряд ей в подарок. У ингушей дольше расхода, когда женится. Больше, да, Любовь Масленникова Лейла. Если невесте 26 лет, то по вашим традициям не засиделась ли она в девицах? Или сейчас у вас не торопится выходить замуж? Нет, сейчас, если честно, уже как-то разные, уже приоритеты у нас поменялись. Что девушка долго сидит, что парень долго сидит. Сейчас просто более цивилизованные, более умные девочки пошли. И, если честно, уже раньше-то родители принуждали, ну, как сказать, принуждали, родители, если все сказали, что ты вот за него выходишь замуж, и ты больше ничего не скажешь, то сейчас уже родители спрашивают, если у вас даже жених. Даже такое я слышала. Так что много чего поменялось. Много чего поменялось, конечно, это неправильно. Может быть, и неправильно было, что их не спрашивали, но у каждого свое мнение. Если я сейчас начну это говорить, то меня закидают яйцами, наверное. Просто сейчас многие девочки, раньше это не так, не все учились, не все там в институтах учились, не все такие делали себе, как говорится, так. Твоя бабуся, а у вас воруют невест? У нас воровали невест, но у нас сейчас такой закон, что нельзя воровать. Эмили. И браки были крепче, когда женились так. Не говорите. И браки были крепче в действительности, и родители были умнее. Ася Демушка, теперь много со временем. Не говорите. Много со временем. Если честно, вот сейчас, когда говорят, что молодежь не такая, как раньше, вот они не терпят, они не то, не это. Вы знаете, мне кажется, сейчас не молодежь не такая, сейчас родители не такие. Сейчас любая мама беспрекословно может вернуть свою дочь из-за того, что там ей муж сказал, чтобы она одела косынку. Или что-то. Ну вот из-за какой-то любой мелочи не терпи, давай возвращайся домой. А раньше, вот, в мои времена наших родителей, это вообще было страшно, чтобы вернуться домой, чтобы кто-то сказал о тебе, что ты разведенка, это было страшно. Может быть, это и неправильно, но многое терпели и жили, чтобы не вернуться обратно. Так. Адам Гулулейла Бистиагл Хейлха. Шумхейл Бистиагл. Если это ингушка в точку, Лейла, родители виноваты. Так, Вера, ингуши более современный культурный народ. Уют доме Эмили, да, говорят, я обеспечу, приходи, всем все дам, все помогу, да. Но, может быть, есть такие ситуации, в которых все-таки надо девочек поддержать, надо им сказать, надо их сказать, что есть, вернуться в место в любой девочке, конечно, есть место вернуться в свой родительский дом, если там у тебя что-то не то. Но все-таки надо ситуацию все-таки рассмотреть и не сразу ее звать домой из-за того, что там что-то случилось. Они молодые, они глупые, они спешат. Просто родителям надо быть умнее, мне кажется. Палка о двух концах. Разводы это плохо, но терпеть насилие, ну, я не говорю о насилии, но терпеть насилие и так далее тоже нехорошо. Я права с тобой, согласна с тобой, Лянка. Рая, это было стыдно возвращаться в родительский дом. Да, Марина Григорьева, вас берут вторых жен? Берут. Уют в доме Эмили 2 месяца не живут. У нас вчера шикарная свадьба, а через 2 месяца пытаются Эмили продать. Вот именно через 2 месяца у меня тоже же вот ушла невеста. Рая, с тех пор, как ввели запрет на кражу девушек, были проблемы. Стало для девушек и для парней. Больше проблем стало для девушек и парней. Да, я упустила этот момент. Да, у нас сделали такой закон, что если девушку крадут, то большой штраф, нужно положить в мечеть то ли 200, то ли 300 тысяч денег, надо деньги дать родителям невесты, и все равно эту невесту тебе не оставляют, и невесту надо вернуть.
Я, с одной стороны, согласна с этим законом, если честно. София Ротару. Очень интересно ваши обычаи, мне нравится. Эсет Ингушка. Говорят, одну отец забрал домой, то, что она во дворе подмела, типа я не для этого ее растил, разве это дело? Вот именно я иду к тому, что вот мой сын, оказывается, сказал пропылесосить своей жене, она что-то там ему ответила. И вот такие вот мелочи какие-то были. И до того, как моя невеста собралась уходить, я сказала ей, позвони своей маме, дай мне трубку. Я позвонила, я с ней поздоровалась, и я говорю, ты в курсе, что вот твоя дочь собирается приехать домой? Она говорит, ну, конечно, какое право имеет твой сын говорить, чтобы она пропылесосила, что моя дочь не знает, что ей нужно пылесосить или нет? И типа, почему он ей заявляет, что ей нужно одеть косынку? Почему, ну, почему он типа вот такие женские вопросы ее... Вот тут вот скажите мне честно, это разве правильно со стороны мамы? Вот так вот. Рая от всех вот так. София, очень... Так, что я пропустила. А как красиво вы надеваете платок. Добрый вечер. Так, Лянка, Волгоград, Фатима, 82. Вот это новости. Жалко, конечно, что по пустякам семья распадается. Ну вот я и не поняла эту девочку. Я клянусь, я не поняла, что эта девочка хотела. Я бы сама за руку таких невесток мамам отводила. Лично я не говорила ей ни пылесосить, ни убирать, ничего делать совершенно. И что тут происходило, если честно, тоже не знала. Я уходила в 7 часов на работу, 8 часов утра на работу, в 7 часов вечера приходила домой. Ужинала, делала свои намазы, заходила в свою комнату и не вылезала, чтобы им не мешать. Но все равно оказалась я не права. Не знаю, пусть это будет на ее совести. Пусть теперь и сидит у мамы. Вы знаете, она сейчас не сидит у мамы. Она вышла замуж за человека, у которого то ли 3, то ли 4 детей. И не знаю, неужели там ей лучше. Ну, я ей ничего плохого от души не желаю. Нас рассудит Аллах, мне кажется. И действительно, я ей не желаю ничего плохого. Может быть, девочка не поняла просто всего, что она хотела. Любовь Масленникова. Лейла, а вы разве не знали, что девочка такая гордая, что у нее такая неадекватная семья? Нет, я этого не знала. Хотя с этой девочкой я познакомилась сама своего сына. Он с ней не был знаком. Я была с ней знакома. Нет, чтобы сказать, они любили друг друга. Конечно, они узнали друг друга только месяц. Любви, конечно, там, наверное, еще не было. Но по телефону они общались часами. Я даже удивилась, что... Ну, я их не поняла. Что искала, то и нашла. Ну, наверное, Фатима, Лиана. Ужас. Как мы белье раньше кипятили вручную. Не говори, Лянка, это что? Так, Джабраил Идиев, так, у меня сын недоволен, чтобы я о невестке говорила. Ну ладно, закроем тему. Так, ну вот там в новой семье будет не только подметать, но много чего делать. Ну, наверное. Сейчас все условия вести быт. Сейчас, да, все условия вести быт, но все равно почему-то им сложно, этим девочкам сейчас, по идее. Даже вот положить эту стиральную машину, эти вещи и вынуть их, и то бывает проблема. Я не говорю о своей невесте, например, даже о дочерях. Младшая дочь, вот еще до замужества, я говорила, ну, постиранная вещь, они могли целый день в этой стиралке быть, пока она их вытащит. Лейла, очень хорошо, что мы познакомились, очень приятная, добрая, терпеливая. Нам у вас можно многому научиться. Спасибо вам. Ну, вам тоже спасибо. Так, вы извините, просто я не умею читать на английском. Я боюсь, что я прочитаю неправильно, потому что я учила немецкий, и произношение бывает совершенно непонятное. Лянка, Лейла, обожаю тебя. Спасибо, Ляна, я тебя тоже обожаю. Ну, вот так вот, друзья. Видите, как мой сын недоволен, когда я о снохе что-то говорю. Я ничего плохого о ней не говорила, извини меня. Так, если ты Ингушка, Лейла, я тоже своим дочерям говорю про стирку. Вот именно. Танзила Азиева. Лейла, добрый вечер. Невестка Досхоева. Да, невеста племянника Досхоева, добрый вечер. Так, Мадина Шухаева, наверное, да, добрый вечер всем. Лейла, желаю процветания твоему каналу. Всегда смотрю тебя и ставлю лайк. Спасибо большое. Спасибо, Медина.
Так, Лианка, мне муж, когда звонит, спрашивает, что делаю. Говорю, стираю. Он отвечает, ох, ты себя не жалеешь, не говори. Мне даже иногда бывает стыдно сказать, что я постирала. Я даже вот снимаю что-то, никогда не говорю, что у меня была стирка или я стирала, если честно. Потому что стирала не я, стирает машинка. И всегда говорю, знаете как, я бы поцеловала даже того, кто сделал эту машину, придумал эту машинку, если честно. Действительно, раньше, как мы заморачивались, девочки, это же было что-то. Сначала стирали, потом кипятили, потом снова стирали, потом полоскали в этом, в синьке, потом крахмалили. И для чего это надо было, я сейчас не знаю. Ляна, нам легко в плане быта, да, в действительности в плане быта нам легко, но почему-то все равно времени намного меньше, катастрофически меньше времени, мы ничего не успеваем, хотя все за нас все делают, все эти машины делают за нас все, но мы не успеваем, если честно, я даже по себе это говорю. Лянка, да, и кипятили, да, и да, белая постельная, да, рая. Зачем выходить замуж, если подметать и готовить не будешь? Давайте воспитывать их, быть хозяюшкой и хорошими женами. Сейчас все делаем не мы, да, это мы не делаем, все за нас делает электроника. Я Снегушка, а как, вот именно я это и хотела сказать, а как вывешивать надо было, девчонки, всем на показ, не говорите, как мы заморачивались, чтобы пододеяльники в одну сторону, ну, сначала пододеяльники, потом простыни, потом наволочки, чтобы вот это вот обвисало именно одинаково, чтобы было, рубашки в одну сторону, майки в другую сторону, футболочки в другую сторону, носочки в такую сторону, и чтобы все было перевернуто наизнанку. Столько заморочек, зачем это нужно было, только я не знаю. Я себе Тингушка, мол, наша невеста как стирает. Вот именно, Любовь Масленька про взвешивание, точно. Лейла Исаева, Лейла, доброй ночи вам тоже, Любовь Масленька. Меня мама до сих пор ругает, что какую-то вещь не так повесила. Так, Ахора Эспаньол. Я правильно читаю, Ибрашка? Я сама все это так и делала, а моя свекровь смеялась над всем этим процессом стирки. Лиана, блин, вспомню, как раньше стирали, вывешивали, а жар бросает, не говори. А моя Мярна очень нравилась, как я стираю, как я вывешиваю, действительно. Если даже у меня соседи, когда я жила вот в дачном, у меня было тогда 2 детей, я не знала, если честно, я не могу, ну, хоть и некрасиво себе так говорить, это мне сказали буквально, ну, лет 5-6 тому назад, наверное, я встретила ту соседку, которая жила со мной рядом, и она мне говорит, ты знаешь, когда ты приехала к нам жить рядом, ну, я там пожила год с лишним только на квартиру снимали, ну, был дом частный, но мы снимали его. И она говорит, мы специально, говорит, проходили рядом с твоим домом, чтобы посмотреть вот, постиранное твое белье, вывешенное именно постельное белье, чтобы посмотреть, как ты постирала. Ты, говорит, настолько была чистоплотная, настолько красиво вывешивала белье, что мы вот соседки, говорит, ходили смотреть на это. Так что были такие времена, действительно. А вот если бы сейчас моя дочка была еще на связи старшая, она бы вам рассказала, что я делала с ней, когда она стирала белье не так, как я хочу. Хотя ей было тогда лет 15-16, когда она стала это делать. Если, конечно, это жестоко, вы скажете, что я жестокая женщина, но я это делала. Если она постирала не так, как мне нравится, и вывесила это, я могла это все сорвать, испачкать, и чтобы она все это перестирала, переделала все и повесила именно так, как надо. Так, что-то... вот. Твоя бабуля, а что из домашней работы вы больше всего не любите? А что любите? Больше всего не люблю гладить и мыть окна. Остальное все я люблю. Люблю готовить. Я бы целыми днями готовила, если бы остальное мне ничего делать не надо было. Очень люблю готовить и очень люблю, чтобы моя готовка нравилась. Это у меня вот в крови. Смена... Так, Тамара Якушкина, сменю тему разговора. Давайте, скажите, пожалуйста, вы с каким тестом любите возиться, с дрожжевым или нет? Если честно, дрожжевым я очень редко пользуюсь. Так, Ибрагим, иди, мам, что там есть покушать? Каша рисовая стоит на плите, приготовила, маму покормила, зашла, иди поешь. Мы уже через прямой эфир общаемся с сыном. Так, Лиана Волгоград, я же говорю, что ты мачеха. Не говори.
Так, Аку и Брашка. Так, Сердик Хейл Халила, Аллах уберег вас от этой женщины, вы и так натерпелись в жизни, ну, может быть. Лиана говорит, зато сейчас дочь легко после твоей школы, да. Хотя вторую я так и не смогла не перевоспитать, они совершенно противоположные девочки с двумя противоположностями. Меня дома мама учила одежду выворачивать наизнанку, вышла замуж, вывешивала наизнанку. Марнан говорит, так нельзя. Не говорите. Да, Малика Эйшива, что ли, доброй ночи всем. Я новенькая, салам Машал из Германии. Меня зовут Малика. Очень полюбила ваш канал. Дал Эхтубель Халила. Диария спасибо. Я надеюсь, вы останетесь на моем канале. Дал Эхтубель. Я очень рада вам и благодарна. Так, Резван Бедиев. Добрый вечер, Лила. Впервые вижу вас в прямом эфире. Люблю очень слушать ваш приятный голос. Спасибо, Резван. Так, Елизавета Келигова. Ибрашка молодец. Лейла Исаевна. Лейла, я тоже соседи. Вы именно в каком селе были? Я с Куртата. Малика Елишиева, что ли? Иншаллах, конечно, останусь. Так, если что, я еще раз извиняюсь, я читаю неправильно на английском. Лиана Волгоград, Ибрагим с мамой, ютубером, тяжело, голодно, можно остаться. Не говорите, вы знаете, сколько раз он мне это говорит? Мама, ты с ютубом своим иногда не вовремя нас кормишь. Резван Бедиев. Так, уют в доме Эмили. Лейла, расскажите, пожалуйста, для чего накрывает еще плотным платком поверх хвоты, когда выводит невесту? И кто выводит? Жениху нельзя, обычно его друг или брат, да. Ну, прикрывают, чтобы во дворе стоят старики, пожилые, мужчины, ну и женщины также, чтобы, это у нас так считается, и сделал, чтобы они не видели лицо невесты. Выводит невесту обычно двоюродный брат. Родной брат не едет за невестой, именно чтобы за руку ее вывести. Обычно двоюродный брат. Или со стороны мамы, или, ну, скорее всего, в большинстве случаев со стороны отца двоюродный брат. Но если такового нет, то уже со стороны матери или троюродный брат. Но вообще-то считается, что должен со стороны отца быть. Иногда и друг выводит, и такое бывает. Так, Ляна, Ибрагим, приезжай с мамой в гости. Вкусненько тебя накормлю. Спасибо, Лянка. Коку, Ляна. Так, Малика, вы очень порядочная, умная, мудрая, вас не любить нельзя. Спасибо. Киса Чечня. Ассаламу алейкум, Лила, и все зрители. Валейкум ассалам, Киса. Спасибо, что зашли на канал, нашли время. Так, Любовь Маслин, Киса, и тебе привет, Фатима. О, Киса, валейкум ассалам. Ибрагим Медиев, мама, можно открыть варенье? Ибрашка, я тебя убью. Валейкум ассалам. Так, Киса Чечня, я вас всех приветствую. В доме Эмили. Она всю свадьбу. Нет, ну, он жениха стоит в углу, или там играет, тут только остается фата. Остается только фата. Нет, как только заводят дом, она становится, этот платок с нее снимают. Резван Бедиев, Лейла, я женщина с Ростовской области, я под ником сына, чтобы вы знали. Очень хорошо, в принципе, я так и поняла. Так, Ибрагим Индиев, не убивать, но убивать-то зачем? Так, уют в доме Эмили, Киса, привет. Спасибо, девочки, что поддержали. Кушай, Ибрагимчик. Что хочешь, мама пока добрая, Лянка. Да. Киса Чечня, привет всем. Так, Ибрашка, если ты в эфире, пожалуйста, зайди, у меня тут неполадки. Так, Лейла, когда невеста... Нет, вот именно я же говорила на эту тему, что когда невеста полуголая, это не сделал, мне это не нравится. Я даже удивляюсь тем родителям, которые такой наряд покупают и разрешают своей дочери в этом наряде выходить замуж. Я очень против этого. Так, люди, вы пока отвлекаете ее тут, я поем. Ты бы не поел, ты зайди, у меня тут неполадки в компьютере. Так, Киса Чечня, Лейла, как прошел конкурс? Подписчики немного ушли, вы довольны? Так, если честно, у меня с ноутбука все ушло.
Так, как же приятно видеть, что и киса с нами. Да, мне очень приятно бывает, когда киса ко мне заходит, если честно. Комментарий Хаутыцкич. Так, о чем я, о чем? Ты меня перепутал. У вас была свадьба, Машала. Я варенье открою. Ну, я тебя точно убью. Да, женился племянник мой. У вас была свадьба, Маша. Вот о чем я хотела Кисе ответить. Я не считала сама, если честно, сколько пошло отписок. Даже день конкурса был как раз день свадьбы. Ну, последний день конкурса был день свадьбы. И я даже не поняла, сколько в итоге последний момент. Как по девочкам я поняла, что в последние моменты были большие подписки, потом отписки. Но этот процесс я упустила, Киса, я не знаю. Ну, у меня был приход где-то 2 с лишним тысячи. На данный момент, вот Ибрашка, по-моему, сегодня считал, он сказал, что 100 с лишним отписок пока. Ну, пока вроде бы вот 3000 с чем-то у меня сейчас подписчиков, я только ему говорила, хотя бы 3000 остались бы. Так, так, Лиана, я сядь, Ингушка, Ибрагим, открывай уже, ну не говорите. Как будто бы спрашивая, открывает меня варенье. Лейла, добрый вечер. Видео со свадьбы будет? Будет, но, девочки, я не гарантирую, что оно будет очень интересным. Так, Лиана, кулинарный блог. Счастья молодым. Спасибо. Привет из Грозного. Спасибо, Лиана. У меня не получалось снимать нормально из-за того, что на меня такую сильную ответственность наложили. Так, Малика Елищиева, что ли. Вы прекрасный человек. Зашел бы Ибрашка, я бы хоть правильно читала фамилию. Вы прекрасный человек, как приятно вас слушать и смотреть ваше видео. Спасибо большое, Малика. Ибрагим Индиев. Ага, сейчас без спроса открыть у нас дома будет все по талонам. Ибрашка, ну я тебя точно убью. Киса Чечня. В следующий раз тоже буду участвовать. Дай Аллах, чтобы остались, Лила. Спасибо, Киса, спасибо большое. Так, Галя, ты, Лейла, салам, я опаздываю на ваш канал, прости. Вам тоже салам, Галя, ничего страшного, Малика. Вы очень ответственный человек, поэтому на вас возложили такую миссию. Елизавета Келегова, Ибрашка Лозью, Иля, я сидит Ингушка, Ибрашка с юмором. Ой, у него же этот юмор зашкаливает, как я вижу. Так, Ибрагим Индиев, Малика, неважно, как вы читаете мою фамилию, он просто Малика. Хорошо, я буду говорить просто Малика. Я же не говорила, я Ибрашку все-таки на свадьбу повезла, я на тот вопрос тогда не ответила. С мамой посидела моя соседка немножко, потом заходил наш родственник, тоже проведывал ее. И часа 3-4 Ибрашку на свадьбу я все-таки забрала к сестре, он очень хотел. Иман Серж, привет из Серженюрта. Так, это Чечня, по-моему. Вам тоже привет. Уют в доме, Эмили. Зато поддержка сильная в лице сына. Меня тоже сынок поддерживает, да. Так, Вера, я же сказала, что ингуши культурный народ. Вот вы примеры этого. Спасибо большое. Альбина Шахмурзаева. Строгая мама – это сейчас редкость. Ляна, Ибрагим, поторопись кушать, а то мама вскоре на комменты читает. Сейчас внимание на тебя перейдет. Лянка, ты в своем репертуаре. Если шутит ваш сын, значит, алхамдулилlah, у него все хорошо. Лучше шутить, чем без настроения, да. Так, Аку, по-моему, да, Ибрашка, ты поторопись, там мы ее отвлекли. Эсет Ингушка, Вера, спасибо вам. Да уж. Ибрашка еще тот сладкоежка. И любит постоянно покупать у нас колу. Хотя я не разрешаю эти вредные вещи есть. Марина Григорьевна, Лейла, а у вас есть случаи, чтобы русские женщины выходили замуж за ингушей и хорошо с ними ладили? У меня, например, много этих случаев сейчас. Малика, мне очень нравится, как приходит на свадьбу наших, как проходит свадьба у наших братьев ингушей. Машаллах, спасибо. Иман Серж, где вы живете, что ли? Я в Ингушетии, в Катыше, Ибрагим Медиев. Ну вот, у всех настроение улучшилось, а
Колу не трогайте, не трогай, ман. Ну, я тебя точно убью. Ибрагим Индию. Это святое. Иман Сержуй. Я живу в Кантышево, в Ингушетии. Так, я пропустила, на вопрос один не ответила, да? Русский, да, про русских женщин. У меня мой двоюродный брат женат на русской. Еще один двоюродный брат женат на русской. Вот недавно я снимала же похороны, я не выложила их. Там у меня был ролик, что я говорю, что моя жена двоюродного брата русская, с ней разговаривала, но я по каким-то причинам не стала выкладывать его, короче. Перед следующим эфиром надо сварить борща Ибрашки, чтобы он тебя не отвлекал. Ибрашка не любит борщ. Вот видите, что написал лучше сыскал. Он любит наш чурек сыскал ингуш. Вот он готов его есть сутками. И завтрак, и ужин, и обед, чтобы был этот сыскал. Тамара Якушкина, Ибрагим, о варенье. Так, я что-то пропустила. А варенье хоть какое, скажи нам по секрету. Ну, скажи, какое ты там варенье открываешь. А если это ингушка, вот у брата моего свекра, жена русская, хорошая, у них 2 дочки, 4 сына, малиновые. Да, у двоюродного моего брата тоже 3 дочки, живут хорошо, вроде бы нормально, ладят. Уютно имели, или что, я все видела. У нас, в принципе, нет такого, что почему-то вот вдали думают, что если русская или другой нации, что к ним плохо обращаются, что с ними плохо, что их не любят. Ну, нет такого, в действительности, друзья, нет такого. В любой нации есть плохие люди. Если она русская, но она хорошая, если она нормальный человек, то почему бы с ней не ладить, почему бы с ним не жить нормально. Я с этим, Ингушка, Ибрашка, я с тобой, я сыскал обожаю. Моя сестра сказала мне, если будет суждено, то мы приедем к вам в гости. Да, Мукла. Приезжайте, я буду рада. Шторм. Ну, когда поставить полную тарелку сысков? Ну, тогда поставить полную. Ибрагим Индиев. А тут немного, оказывается, осталось в прошлой банке. Так что... и без паники. Но, Ибрагим. Альбина Шахмурзаева. А если Астинка? У нас и Астинки есть. Есть. У некоторых, ну, я не могу сказать, что он прямо у моих близких родственников, но когда я жила в Осетии до замужества, 16 лет, соседка наша была Астинка, и мы с ней прекрасно ладили, была хорошая девочка. Я с этой ингушкой и Астинки есть, но очень редко. Да, есть, но редко, действительно очень редко. Ну, в принципе, и русские очень редко. Я не могу сказать, что у нас так много русских женщин. Есть русские, как, например, как киса, которые полностью превращаются в ингушку тоже. И языки прекрасно общаются, разговаривают, и все наши адаты знают. Но некоторые русские не хотят изучать язык, или не могут, я не могу точно сказать об этом, не говорят, но все равно понимают, живут. Ну, в принципе, ни их никто не притесняет. Это выбор человека, который на ней женился, она его устраивает, она устраивает всех. Лянка, не забывайте про лайки, друзья. Так что Лянка не забывает. Видите, лайкайте, друзья, действительно. Так, действительно хороший. Мне приятен сегодняшний эфир. Я не думала даже, что так можно. Мы будем разговаривать плодотворно. Так, Галя Талила, раз такая аудитория, я знаю парня, он ингуш, ему 40, он ингуш плюс казашка, Албогачиев, Аюб Умарович. Он ищет своих родных. Умар, дети Марьям, Амирхан и Фатима. Да, ну как киса, действительно, без такого акцента, что я в действительности даже удивилась, узнав, что она русская. Настолько чисто на чеченском разговаривает. У меня дядина жена русская, золотой человек, самая лучшая сноха в мире. Мы ее обожаем, и она нас, да, может. Ну, в действительности, какая разница, если он хороший человек, русский, ингуш, татарин, кто бы он ни был, значит, он хороший человек.
Лянка поставила 41. Спасибо за напоминание. Астигушка. Я Албагачиева. Малика. Киса тоже золотой человек. Люблю я ее тоже. Да, если настолько она вжилась в Чечню, в чеченцев, в язык, то, конечно, в действительности она хорошая. Это ее. Невозможно вот так вот быть. Можно считать даже по крови чеченкой, не родившись чеченкой. Нам тоже приятно с тобой общаться, Лео. Спасибо. Мне очень с вами приятно общаться в действительности. Если это игрушка, да, Галя, дайте номер. Если она Албагачиева, то она найдет, скорее всего, ее родню. Вера, я живу в России, родилась и прожила 30 лет в Чечне, поэтому мне все это близко. Да, у нас много сейчас людей живут за границей, которые жили и в Ингушетии, и в Чечне. Родню найдем. Так, Али Арцханов, добрый вечер, Лила. Пусть счастье не обойдет тебя никогда. Спасибо вам большое, вам тоже того же самого. Вот так. Говорит, ты WhatsApp. Ага. Я просто Албагачиевых не знаю, и у меня таких близких родственников нет. Их. Тамара Якушина. Эфир хороший, веселый, позитивный, да уж. У нас тут еще позитивчик и брашка вливает. Да, вчера же они напросились, сохранила так. Малика, дай Аллах, чтобы все было хорошо у тебя, у твоей семьи, хвала вашим рукам. Спасибо, дай Аллах, чтобы у всех было все хорошо, друзья. И все, кто в эфире и не в эфире, всем людям желаю только добра и счастья. Али Арцханов, амин. Амин, вернее. Да, амин. И приехал внук мой на свадьбу тоже. Ну и, видимо, он его тоже позвонил, если бы ты приехал, там, посмотреть на танцы, то все. И вот немножко побыли на танцах. Махмад Аминьев, я давно уже не был в Ингушетии, Лила. А сколько сейчас квартира стоит, не знаете? Приехал бы на 2 месяца домой уже. Ой, квартиры. Точно не могу сказать, но в районе 3-4 миллионов, 2,5, 1,5 миллиона, по-моему. Смотря по квадрату, смотря в каком доме, смотря в каком месте, если честно. Точно сказать не смогу. Есть еще строй-варианты, они дешевле. Ничего страшного, Галя, вы что, почему, извини, нормально все. Малика, наблюдая вчера, как вы готовились к свадьбе. Спасибо. Эсет Ингушклила, вот с твоей помощью найдем парня родственников. Ну, я желаю этого, дай Аллах, чтобы он нашелся. Ну, у него нашлась родня. Вы что, это же очень хорошее дело. Альбина Шахмурзаева, извините, а где была свадьба? Свадьба была в Камбелеевке. Иншаллах, да. Вот так вот, друзья. Нашлись бы его родственники в действительности. Это сложно, когда не знаешь, где твоя родня. Лерка. Так. Ибрагим Индиев. Отписок уже за 130 пошли. Ну ничего, я в принципе знала, что будут отписки. Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы остались 3000 подписчиков. Ибрашка, убери свою сестру с эфира. Так, ваше любимое блюдо. Ой, мне почему-то часто задают этот вопрос. Тандила звонила. Вы очень хороший человек, Альбина Шахмурзаева. Алиарцханов, да. Что я хотела? Я отвечала, на что-то забыла. Перебили они меня. Забыла предупредить их, что у меня в эфир. Любимое блюдо. Вы знаете, я не знаю даже, какое у меня любимое блюдо. Я, в принципе, люблю пельмени. Вообще я люблю хорошо поесть. Вкусно поесть, вернее. Что я еще люблю? Печеночный торт люблю. Что еще? Из сладостей люблю трубочки с ореховой начинкой. Так сладкое не очень люблю. Малика, я
Прошу прощения, приятного эфира. Всем спасибо большое, Малик. А совсем нелюбимое блюдо, Любовь Масленникова, что я не люблю совсем. Что я не люблю. Ой, даже не знаю. Честно, не знаю. Я как-то не задумывалась, что я не люблю. Почему-то самый легкий вопрос, я не могу на него ответить. Так, настырная какая. Али Арцханова водку не люблю. Но это не блюдо. Водку я уж точно не люблю. У нее 200 номеров, она не берет. Ну, позвони тогда сыну ее. Лянка, балуй нас почаще эфирами. Да уж. Я надоем, потом никто не будет в эфир выходить. А так, чем реже, со мной будет интереснее, наверное. Я все-таки задумываюсь, что я не люблю. Интересно, что я не люблю и не ем. Всеядная, оказывается, я. Но что-то не люблю. Не знаю. Ляна, ты строгая мама? Ну, скорее всего, да, чем нет. Хотя, как тебе сказать, Лянка, я сильно иду на уступки детям. Может быть, они... А ты спроси Ибрашку. Он тебе ответит скорее лучше, чем я. Так, Алиарцханов, нет, Тамара Якушкина, вы сильно устаете, наверное. В принципе, да. Особенно в летний сезон я устаю, если честно. Ну, ничего, это приятная усталость, когда я вижу, что что-то все хорошо идет. Когда в огороде хорошо, когда птица нормальная, когда скотина нормальная, когда я вижу конечный результат, то усталость как-то не замечается. Но когда вот нет результата, тогда, конечно, уже устаю. Так, Асланбек Каримов, доброй ночи. Какая вы хорошая женщина, мне так нравится вас смотреть. Просто обожаю вас, спасибо вам большое. Так, что-то Ибрашка не в эфире, что ли? Количество, какая я там у вас? Альбина Шахмурзаева, а вы умеете вязать? Умею, но так, не очень сложные вещи. Носки, безрукавочки, там гольфики могу связать свитерочки, которые вяжутся сверху вниз регланом. Ну так, знаете, самоучка. Мне бы очень хотелось научиться хорошо вязать. Если честно, позапрошлой зимой, по-моему, искала у нас, где можно было бы курсы какие-то вязания, чтобы усовершенствовать свои навыки вязания, но не нашла у нас в Ингушетии, не смогла найти. Очень бы хотелось связать более качественнее. Так, Вера, Ибрагим, классная у вас мама. Лиана, у меня бабушка все Я знаю. обвязывала, вязала, не глядя. Что ты хочешь? Убрать звук, если она позвонит. Тебя тут спрашивают, мама строгая у тебя? Есть не надо. Лейл, моя сестра тоже замужем за Индиевых. Да? Где, интересно? Так, Алиарсхана, дойди ремесленников, они научат вязанию. Ну, посмотрим. Но сейчас, правда, нет времени учиться. Ирина Козыялиева, да? Лейла, извини за вопрос. Почему не вышли второй раз замуж? Мужа сильно любили. А Ибрагим бесстрашный. Ляна, мама у тебя классная, такая юморная, ты в маму. Второй раз замуж, это даже не обсуждается, то, что любила, не любила мужа, если честно. 5 детей, куда замуж? В принципе, это вообще даже и не стоит такой вопрос у нас. Да, там. Ну, ты даешь, Ибрашка. Я удивилась бы, если бы вы сказали, нет, мне кажется, вы всезнающие.
Так, а на что я не ответила? Нет. Так, они с дачного. Ну, в принципе, наши тоже с дачного, может, вы тогда их знаете. Мне, правда, сейчас, если я скажу, нельзя имя говорить, убери Ибра, а то мы оглохнем. Я убрал уже. Ага, ну, понятно. Вахаотец, так, у нас по нашим обычаям нельзя называть по имени дяди мужа. Поэтому, если я сейчас не могу ответить, вот она говорит, что с дачного замужем за Индиевых, но, скорее всего, они узнают. Вот его Вахаотец и Замаотец и Яхков. Это младший, старший. Я не помню. Как ты не помнишь? Не позорься. Тамара Якушина. Ибрагимчик довольный, наелся варенье с чаем, попил. Да, попил. Я не помню. Вот вы одноклассник Кадзуев, как его зовут? Муса. Вот. Теперь скажи. Муса и Яков. Да, вот старший, который на букву М, был в дачном Турк. Их, наверное, скорее всего, твоя сестра знает. Это для Келлигова я отвечаю. Извините, что так все сумбурно получилось. У нас тут Ибрашка забыл имя дяди своего отца. Ну, скорее всего, растерялся просто. Ничего страшного, если не помнит. Да, он действительно просто потерялся. Так, Юлия, Россия, Ибрагим покажется в эфире сегодня? Ибрагим. Нет. Ой, я даже не слышу. Они не любят показываться в эфире, если честно. Их надо все время подлавливать. И ловить меня не надо. Чтобы их показать. Если честно, не люблю, когда вот я что-то снимаю, и все начинают руки вот так вот показывать. Не то, что мои, я вообще имею в виду, где чтобы я снимала. Но сейчас как-то перестали стесняться. Так. Ибрашка, прочитай, кто мне написал. Добрый вечер. У вас очень грамотная речь, вы хорошо учились. Да. Даже я не прочту это. А? Даже я не прочту это. Я не могу. Так, Лиана, я тоже только втихую своих снимаю. Тамара Кагирова. Гистик. Хейлшин. Дик Хейлшин. Шимахейл Гистял. У вас тепло? Да, у нас тепло, как летом, если честно. Даже очень тепло. За 30 было вчера и сегодня. А ночью холодно. И не холодно, нормально, прохладно. Марина Григорьевна, Ибрагим, это ваш самый младший сынок? Да, Ибрагим самый младший сынок. Он на 8 лет младше своей сестры, ну, предпоследней сестры, получается. Ляна, у моего старшего какая-то фобия, вообще не любит быть звездой. Да, в принципе, они все не любят, чтобы их снимали, мне кажется, так, по-моему, что светились. Ибрагиму 18 лет. Между прочим, мы твое 18-летие не отметили. Прошу. А я знаю. Я в курсе. Ты в курсе, да? Что-то мы тихо пропустили твое совершеннолетие. Так, Юлия, Россия. Плохо, что не покажется. А? Меня даже мама не поздравила. А я люблю сниматься, Лянка. А я тоже не любила сниматься, если честно, но я переборола себя. Ужасно не люблю фотографироваться и не любила сниматься. Так, скажу сестре, ее Роза зовут, может, ты ее вспомнишь. Может быть, но просто я не жила в дачном, и я могу ее не знать, если она не близкая родственница наша, ну прямо за двоюродных дядь, если она не замужем. Почти как мой старший. Лян, так. Ибрашка дал вот, диаресхо. Почему мы пропустили твое это? Я на похоронах, по-моему, была. Нет. Да. Да. Ну, это за мной, ладно, это моя вина. Так, Зарема, Алина, расскажите, а много у вас в Ингушетии бездомных животных? Не так много. Я бы не сказала.
Да, немного. Лиана, Ибрагимчик, с прошедшим тебя здоровья и всех благ тебе. Дорого. Дорого. Так, Тамара Якушина. Ибрагим, давай наливай чай, открывай все варенье, будем всю днюху твою проставить. Дорогой, ага, понятно. Да, днюху не отметили, действительно, и Брашкина. Между прочим, мы днюху не отметили и Расулина, внука моего. У них 4 дня. 4 года разница в годах и 4 дня в днях. А я его дядя. Да, дядя и племянники. Обычно мы отмечали их день рождения вместе. У Ибрашки 7-го, у того 4-го. Вот 7-го тот приезжал сюда и отмечали мы обычно. Ляна, ну вот мачеха, ну да, действительно мачеха. И, между прочим, она что-то на тебя рассердилась, по-моему, что-то, да? На что? На что я рассердилась? Я не помню. Не знаю, поэтому, по-моему, день рождения не было отмечено. Деньги Какие деньги? с карты, которые снялись. Ну да, все правильно. Вот так вот. Тут мама еще не такая святая, как вы думаете. Я на него настолько рассердилась, что действительно забыла. Я не забыла про день рождения, я просто на него рассердилась, если честно. Потому что он мне соврал. И не надо удивляться. Все. Ладно. Так, Лиана, вот прямо сейчас он тебе напомнит, на что рассердилась. Он вспомнил и напомнил, Лианка. Между прочим, я и говорила в своем ролике, ну не знаю, может, не смотрели, к стенке его. Алиарсхану, давайте я к стенке представим. Я не знаю, если честно, кто-то из них сделал подписку на просмотре каких-то фильмов, и у меня с карты Сбербанка стали снимать деньги. Но почему-то оба сына не подписываются, ни старший, ни младший, что они это подключили. В итоге у меня заблокировали карту, мне несколько дней не получалось ее разблокировать, я на него рассердилась. Вот это все было как раз в его день рождения. Лишить его сладкого. Нет, Ибрашка не может врать еще. Как врет? Ляна, помню. Вот, Лянка, вот и был, поэтому и день рождения пропустили. Это разве причина? Вранье, если честно, для меня это огромная причина. Остальное все я могу простить, но только не вранье. И больше никогда в жизни не верю тому человеку, который мне соврал. Может, это правильно, неправильно, не знаю. Вера, я первый раз у вас на эфире, и мне очень понравилось ваше общение. Обязательно подпишусь. Спасибо большое. Махмед Аминевлоев. Опять Ибрашку все угнетают. Его угнетешь. Альбина Шахмурзила. С прошедшим днем рождения тебя, Ибрашка. Ответь уж. Что? Спасибо. Ляна Волгоград. Ибрагим, приезжай, усыновлю. Тебе двоих мало, Лянка. Алиарсхану, Ибрашка, ты не вовремя. Так, оказывается, все-таки он помнил, что я его в день рождения не поздравила. Быстро, вкусно, отходи же. Я что-то пропустила, в больницу ездила, что-то у детей ушки болят. Да, Маша, Волксан, здоровья им. Ушки это страшно, девочки. У меня проблемы с этими ушками бывали раньше. Ляна Волгоград, Лейла, 18 лет, еще ребенок, не суди его строго. Ну, если бы я его судила строго, было бы все по-другому. Видите, что мы с ним как подружки разговариваем. Почему-то я недолго на него сержусь просто. Ибрагим Индиев, еще бы мне не помнить. Меня только сестра поздравила, и то секунд 10 только. Которая? 1. Ну ладно, хоть сестра поздравила. Требуем испечь торт для Ибрашки, хоть и запоздалый. Испечем. Просто, если честно, в действительности, про день рождения я не забыла. У меня кое-какие финансовые затруднения, что-то купить ему не получилось. А поздравить из-за злости не поздравила, действительно. Между прочим, у Ибрашки день рождения всегда отмечался на широкую ногу. Первый день рождения, который мы его не отметили. Скажи, правда? Правда. Я такая же мама, хочу быть строгой, и получается, вот именно не получается. Какое бы строгое ему наказание не было сделано,
ему все прощается. И поэтому он пользуется, если честно. Ибрагимчик, мы все тебя поздравляем. Видишь, сколько тебя людей поздравляют. Так что компенсация за то, что я не поздравила тебя. Ну вот, и перед всем эфиром извини, что не поздравила. Если честно, у меня это грузом как-то еще лежало на сердце. Потому что Ибрагимчик был самым любимым ребенком моего мужа. Это была такая ужасная любовь, я даже не видела такого. Так, Ибрагим, всех сердечно благодарю. У них была такая связь, что практически они не расставались. Он даже на работу с собой его таскал. Так, Аку Ибрагим Далдек, Диария спасибо. Тамара Якушкина, Ибрагим, ты звезда в эфире. Видишь, тебя не видно, но ты все равно звезда в эфире получился. Поздравляем, конечно, желаем здоровья, счастья, успеха. Вот, плавно перешли на тебя, Ибра, что может мне уйти. Ну, в принципе, мне надо будет как-то вот как немножко финансы появятся. Я и внука не поздравила. Ну, я внука поздравила, если честно, даже в Ютубе. Но ничего им не купила, ничего не приготовили. Надо все-таки как-то что-то им сделать. Хотя им ничего не нужно, им нужно денежки и отправить их куда-то, да? Да. Ну ладно, вот обещаю, что вы куда-то пойдете, отдохнете. Оба. В библиотеку. Ой, микротеку. Ничего, все будет хорошо. Так, Алиарсхана, все поздравления тебе, Ибрашка. Спасибо маме за такого сына. Ну, прям. Сейчас точно подумает, что хороший сын. Оболтус. Вообще-то, в действительности, это любимый ребенок в доме. Это бабушкин ребенок. И, если честно, нельзя вот так вот баловать детей. Совершенно не предназначен для жизни. И не знаю, как он будет жить. Привык за мамой и за бабушкой всегда быть. Никак самостоятельным не станет. Нет, я его все равно выдам. Так, Ирина Козыелиева, да? Поздравляем, Ибрагима, счастья, успехов всем. Ух ты, я уже час 40 минут в эфире, может уходить уже. Мухаммад Али Амин Евлоев, может вы ему не даете? Лейла, не говорите так на него. Так, Юля, Россия, Ибрагим, какой подарок хочешь получить? Есть момент попросить. У них подарок поехать куда-то покататься на машинах, там, в игротеку. Так что я знаю, что им дарить. Им только денежку отдать и отпустить. У них разница только 4 года. Тому 14, ему 18. Учиться не хотят и не любят. Оба, причем что внук, что сын. Так, что-то затихли все. Что-то Яндиев Джабраил, видимо, недоволен, у меня ушел с эфира сын. Мне теперь, между прочим, после эфира отчет принимать. Или отчет отдавать, друзья. Почему я о снохе в эфире заговорила. А не страшно отпускать одних? Не знаю, нет. Мы так им частенько звоним, где, что. Пока недалеко же. В тот день рождения я внуку телефон купила. Но в этот день рождения не получается ничего купить. Аж комментарии не идут или их не пишут? Так, Мухаммад Аминиловой, ну нет, ну серьезно, вот моя мать тоже
была, при всех всегда унижала, а нет бы поддержать, таким вырос угнетенным всеми. Ну, в принципе, да. Ну, я его не унижаю. Я так, любя, шутя, как говорится. Шторм. А поступить куда-нибудь Брашка не собирается? Пока нет, если честно. Так, Махмед Аминевой, ну и меру надо знать. Да уж, если честно, действительно, если дома начинают кого-то унижать, то я не имею в виду и Брашку, я знаю, что по идее вот бывает, что так и остается ребенок забитым. Махмед Аминевой, вот именно. Да. Просто и Брашка за себя постоит, я за него не переживаю, поэтому когда уже вот есть же более спокойные, которые не постоят за себя, там не ответят, что-то и будут постоянно думать, что они хуже, чем другие, вот для них это сложнее. Так, Альбина Шахмурзаева. У меня 4 сына, муж умер год назад. С мальчиками это непросто. Очень непросто. Махмед Аминьевой может и собирается поступать, а вы не даете. У меня также было, ушел из семьи, из-за всего этого уехал в Турцию. Ну, в принципе, практически так же. Но не разрешаю поступать ему не я. Ну, ситуация такая, просто не буду об этом говорить. С мальчиками в действительности очень сложно, особенно если у них нет родного дяди. Это я по себе знаю. Когда они маленькие, конечно, беспрекословно тебя слушаются. Но уже когда они вырастают, у них свое мнение. Просто сейчас в действительности такая жизнь, что, если честно, действительно мальчиков и на работу отпускать, и на учебу отпускать опасно, если тем более они еще несерьезные. И брачки еще ветерочек в голове, если честно. И поэтому пока поступать ему не разрешает старший брат. Ну ничего, еще молодой, успеет. Так, Махмед Аминьевой, на своем опыте знаю, как это обидно, когда тебя родные не поддерживают хотя бы словом. Так, почему тебя, Махмед Амин, так не поддерживали все-таки свои? Раз если уехал в Турцию, живешь, то нормально все. Соображаешь, можешь. Конечно, обидно. Если честно, я и моя младшая дочь, мы всеми правдами и неправдами хотели, чтобы он поступил и учился. Но во многом виноват и Брашка сам. Хоть и некрасиво маме об этом говорить, ребенок очень умный, сообразительный, учился практически на отлично. Класс. Сколько классов практически? До седьмого? Что? Учился ты хорошо. До 8. Вот до 7 до 8 практически проучился на отлично. Ну, очень мало даже было четверок, но последний год он практически не учился. Так что винить ему нужно себя, не кого-нибудь. Так, у меня-то все нормально, просто без родительской любви все не так. Мой муж обожал своих сыновей, а вот я, наоборот, была к ним очень строга. Ну, обычно так и бывает. Ну, в принципе, нет. Обычно бывает, что с сыновьями строгий отец, а мама любит. Марина Григорьевна, Лейла, дай Аллах вам здоровья и всей вашей большой семье.
Спасибо вам тоже, и здоровья, и всего хорошего. Алия Арсханова, аминь. Сказать, что Ибрашку не любят, не любили, не любят ни родители, ну, в смысле, ни я, ни его практически, что бы он ни делал, все равно он любимчик, его любят, его любили. Так, Адам Миллер, салам из Австрии. Вам тоже салам, Адам. То, что его любят, по-моему, он знает, знаешь? Вот. Любовью он не ограничен. Просто мальчик немножко потерялся, если сказать. Слишком его перелюбили даже. Так, Елизавета Келегова, аминь. Да, вообще классно дольше Диария Слушана. Ну, у него это пройдет, мне кажется, пройдет просто еще ветерочек в голове. Анжела, Сердик Хелшин, салам с Германии. Шунахейл, Сердик, Анжела. Так, у нас в Казахстане соседи были ингуши, очень с ними хорошо дружили. Запомнила на всю жизнь вкус халвы из пшеничной муки с изюмом и грецкими орехами, да. Между прочим, я сама родом из Казахстана. Мне было 3 года, когда мы переезжали. Мои родители до 70-го года жили в Казахстане, в Костанайской области. Только в 70-м году переехали. Но я была маленькой. Старшие мои были братья и сестры, конечно, намного старше. Моей сестре было 16. Когда сюда приехала, брату, получается, было 11 или больше. Если мне 3 года, 12 лет было брату одному, и получается 13 одному и 11 второму, когда они приехали. Просто я была маленькой. А другие ваши дети не ревнуют вас к Ибрагиму, что вы говорите, что он у вас любимчик? Нет ревности к Ибрагиму, ни у кого нет, потому что он поздний ребенок, во-первых. Во-вторых, он родился до его рождения. Я была очень больна, все боялись за него, переживали. Я была больна и после его родов. Практически за ним смотрели старшие братья, сестры. К нему ревности нет. Конечно, пройдет, просто нужно разговаривать с ним всегда, сесть за стол, попить чай, поговорить по душам, что не нравится или не устраивает, спросить, о чем мечтает, что хочет. Так может, я думаю, вы знаете, он же сидит рядом буквально, все это для него я делаю, но пока небольшой сдвиг есть, но пока безрезультатно. Просто в действительности несерьезный ребенок. Перелюбили его, если честно. Его перелюбили, больше ничего. Он до школы знал практически на русском, хотя никто его не учил. В семье у нас мы никогда не разговаривали на русском языке. Может, окружение повлияло на него? Мне кажется, да, потому что мне не нравится один его друг. Я вот прямо сейчас в эфире ему это скажу. Он заявляет, что он с ним не общается, но я не знаю. Не могу опять-таки ему поверить на слово. Очень просила, чтобы с ним он не общался. Хотя он и не живет рядом. Но влияние вне идет. О чем речь? Я к вам поздно присоединилась. Речь шла сейчас, пока вроде мы переключились на моего сына младшего, что... Давно уже. Какой час? Что... ему 18, но пока мы ему не разрешаем поступать. Поступать в вуз какой-то. Поэтому... Так что вот так вот. Я отлучусь на время гостей. Ну ничего, Алиса, спасибо, что и столько были в эфире. Хадижа, спокойной ночи, завтра детей в школу собирать. Спокойной ночи, да, наверное, и я уже закроюсь, уже сколько времени-то? Уже 2 часа разговариваем, да? Просто не хочется даже уходить от вас. Так, надеюсь, ненадолго. Вы знаете, я так рада, что у меня нет школьников. Хоть такая радость.
Хотя, в принципе, если только в первом классе детей тянула, спрашивала домашнее задание. Единственное, вот последние годы, год-два, с Иврашкой нужно было все время. Сделал уроки, выучил то ли, все время спрашивать, что все погрустили. А так, первый класс немножко первое время подтягивала им, а так дети учились хорошо. Я даже ни с одним из них не делала уроки, ни разу. И не контролировала, и не спрашивала, и вот с теми 4 ни разу не спросила, сделали они домашнее задание. Так, Юлия, Россия, а в армию самая лучшая школа для мальчиков. Придет мужчина из головы. Вы знаете, я об этом что-то в последнее время стала подумывать. Анжела, мог же мяшхилов. Шахайд, хину дали, или хадярясху. Просто в действительности мы слишком перелюбили его. А вот про армию поспорье, это уже кому как. Но он сам не заявляет, что туда хочет насильно. Я тоже никого не буду в армию посылать. В принципе, мне не кажется, что армия его исправит. Ну, если так серьезно, то он ничего такого, конечно, он не делает. Просто, мне кажется, просто нужно время ему немножечко прийти в себя. Еще не определился, что от этой жизни хочет. Из-за того, что в действительности ему с малых лет дается все легко. Мне кажется, поэтому. Ничего, перевоспитаем. Или он меня, или я его. Так, ну что, Ибрашка, будем сворачиваться? Не знаю. А то действительно надоедим уже со своей болтовней людям. Ой, ну вы что, ну конечно пускаем, и на улице, он совершенно свободный. Единственное, что просто ему не разрешили поступить. Вы хоть на улицу пускаете его прогуляться, а вы такая строгая. Да, я и строгостью, в принципе, и не пахну, если честно. Никакой строгости. И на улицу пускаю, и друзья приходят, и к друзьям он ходит. Все как обычно, ничего такого. Я же говорила только, что у него был друг, они сидели там на улице, гуляли. Я ему просто во время эфира не разрешила отлучаться, потому что я в этой технике не очень-то разбираюсь. Так. Вот то, что друзья в гости ходят, очень нравится. Да, мне, если честно, у старших моих мальчиков не было там таких друзей, особенно у старшего, чтобы приходили в гости. Мне это не нравилось. Мне нравится, чтобы мальчики приходили. Именно даже не то, чтобы он уходил в гости, а чтобы приходили в гости. Я уже вижу, чем они занимаются, что они делают, и мне более спокойно. А кем он хочет стать по профессии? Вы знаете, он никак не определяется. Вот это для меня и страшно. Если бы он сказал, что вот именно хочет этим заняться и вот это хочет делать, мне было бы намного легче. По общению в чате видно, что Ибрашка умеет себя вести так, что не надо на Ибрашку наговаривать. С такой мамой не может быть иначе. Спасибо. Анжела, как воспитать детей вдали от родины в наших обычаях и традициях? Дайте совет. Так, сейчас отвечу. Махмед Амин Евлоев. Ведь бывает очень скучно одному дома сидеть. Ну, конечно. Лемка Бокова. У меня единственный поздний ребенок, тоже боялся отпускать далеко, закончил колледж, сейчас служит в армии. Повзрослел, так что армия тоже хорошая школа для мужчин. Сейчас по контракту служит. Вы так, Нури Индербиева, вы такая мудрая женщина. Ответь Анжеле. Анжеле ответь. Сейчас отвечу Анжеле. Если честно, я не знаю как, но им надо показывать, во-первых, на своем примере,
Во-вторых, чтобы они как-то, если даже хотя бы по телефону, общались с родней и в действительности показывать, какие обычаи, говорить именно на своем языке дома. Пускай они должны знать другой язык, но общаться со своими детьми в любом положении надо на родном языке. Я не против русского языка, я не против, если там английский, какой вам надо изучать, но мне всегда, по моему мнению, дома, в доме дети, люди, родители должны общаться, если он нацмен, то на своем родном языке. Да, значит, у него риск такой, что ему все легко дается. Ну, может быть. Просто из-за того, что его очень сильно любил мой муж, ну, отец Ибрашки, мы как-то действительно сильно большое внимание уделяли этому ребенку, был очень всеми любим. Может быть, так, кое-что упустили. Самое главное, чтобы не было плохого окружения. Анжела всегда проверяет детей вдали от родины, очень сложно воспитывать, да. Эсет, Ингушка, я снова стою. Спасибо, Эсет. Вы знаете, совет давать, конечно, даже трудно, и даже детям, которые здесь, с детьми в нынешней жизни очень сложно. Они сейчас считают намного умнее нас себя, они во многих вопросах, даже в вопросах религии, начинают сильно противоречить, и доказать им что-то лично я не могу, потому что в наши времена, по идее, Коран изучали очень мало, если только мужчины, женщины практически этого не делали. И по многих вопросах я даже не могу ничего сказать. Ведь иногда они правы, да, они правы, я ничего не могу сказать. Например, мой средний сын, практически все, что делаю я делаю, спросив его или посоветовавшись с ним. Нет, пусть отвечают на ингушском, Анжела, я в действительности это говорю. Понимают и разговаривают, это разное. Раз понимают, то почему не разговаривают? Пока дети маленькие, ну это мое личное мнение, любые дети, пока маленькие, они могут спокойно выучить 1-2 языка, это спокойно, 3 языка даже, пока они маленькие, им это легко дается. Если вы говорите на своем языке, мне кажется, все-таки и обычаи будут тоже более легче им. Не то, что нельзя свой язык забывать, конечно, нельзя. Вот, ну, я сейчас что-то скажу, опять мне скажут, не говори об этом. Ну, много моих родственников, которые тоже, и родственников, и знакомых, которые, в принципе, дома общаются, даже здесь, в Ингушетии, общаются со своими детьми на русском. Я не знаю, зачем. У меня вот 5 детей, если я совру, вам напишут сразу. Они прекрасно говорят на русском, но никогда в жизни мы не разговариваем дома на русском языке. Если немножко, да, у детей телефоны, и они с них и начинают. Нужно показывать обычаи, надо рассказывать об обычаях, надо, в принципе, вот когда вдали, даже вдали, не вдали, например, мои дети очень сильно любят и любили, когда бабушка, ну, моя мама рассказывает о прошлой жизни, ну, не то, что о прошлой жизни, а, ну, как жили раньше, о том, как жили они, когда их сослали, что было, как было. Их очень это интересует, они много чего узнают, и об этом надо говорить детям своим, о прежних обычаях. И в действительности разговаривать в действительности только на своем языке. В семье, в кругу семьи. Нельзя давать телефоны категорически, лишь бы не мешали, дают, а потом они требуют. Ой, это проблема уже всех детей и мам. Сегодняшним молодым людям и Бог, и царь интернет. Да, настолько они оказались ведомыми, просто в ужасе, подхватывают всякие пустые воззвания, чужие мысли и считают это истинной правдой, это точно.
Гена Анаки, здравствуйте, я тоже люблю такие истории. Добрый вечер, вернее, доброй ночи. Да, эти телефоны, интернеты, это все в действительности, их сильно, они подсели на это, на эти игры. Сейчас еще как-то я смогла его оттянуть от игр, он у меня почти стал игроманом, именно в телефоне. Играл в онлайн-игры, практически был на этом помешан. Но теперь я не замечаю этого. Вроде бы отошел. Иногда. Иногда что? Играю. Играешь. Ну хорошо, хоть признаешься. Ну то, что как раньше не играешь, я уже вижу. У него была истерика, если его отозвут от этой игры, или ему что-то скажут сделать, или позовут его. Он играл круглыми сутками. Я помню среднего брата, который клавиатуру разбивал всегда, когда играл в игры. Вот. Я ни разу не заговорила со своими детьми на русском, на русском или только для прикола. Они никогда не говорят на русском. Но это правильно. Так, Анжела, не бросайте делать видео, вас очень приятно слушать. Вы знаете, мне несколько раз даже думала, что может быть оставить, но все-таки уже настолько привыкла, что везде хочу снимать. Если это ингушка, лаймот первым должен быть у всех. Да, если ты ингуш, то ингушский язык должен быть первым, а потом уже изучайте хоть какие языки. И я не против. И мне очень даже нравится, когда хорошая поставленная речь у ингушей, и что у детей, что у родителей. Я не люблю, когда, если честно, когда говорят неправильно, хотя я тоже не идеально говорю, но тем не менее, все-таки сейчас такие возможности, чтобы и языки изучать, и что-то изучать, и смотреть. Так что вот такие дела. Если ты ингушка, вы совершенно правы. Так что, Анжела, пока не выпускайте своих детей, пусть они отвечают на ингушском с вами. И показывайте чаще в действительности наши обычаи. У нас очень много же есть в Ютубе и про ингушей, и про старые обычаи, и все такое. Я патриотка на все 100%. Я тоже. Я не националистка, но я патриотка. Потому что в действительности у нас настолько маленькая нация, что если мы еще и забудем свой язык, не будем общаться на своем языке, то я не знаю, что из нас будет. Нас же очень мало. Эта муха ко мне пристала сегодня. Вроде бы уже и пора ему уходить. Вот так, друзья. Со свадьбы, с Ибрашки, со снов плавно перешли на детей и на Ибрашку. Так, Юлия Россия, сколько вас примерно? А то я... Так, Анжела, да. Так, вы забыли, что сегодняшние молодые воспитаны на бразильских и тому подобных сериалах, когда все даже старцы болели за клона Дикого Ангела. Ну, это было какое-то время, да, смотрели. Так, ингушей сколько вообще сейчас? 500 нас? Сейчас загуглим. По-моему, 500 тысяч. Я не считал. Ну, Моська, Брашка, зачем ты его привел? Как-то 700. 700 тысяч, да? Ну вот 700 тысяч ингушей. Было 500, я уже не в курсе когда-то. Говорят, что родители теперь пишут заявление в школу, что, мол, нашим детям не нужен ингушский язык. А как их можно назвать ингушами? Я не понимаю. Ну, в действительности, конечно, сложно изучать ингушский язык. Я ничего не говорю против этого. У нас очень сложные правила в ингушском языке. Поэтому они это пишут, но все-таки это неправильно. Нужно, пускай это сложно, но должны изучать.
Человек, который знает свой язык и несколько других, это очень богатый человек, конечно. Уйди с эфира вместе с котом. Все начинается все-таки с языка. Не может сага. Мне кажется, насколько бы он не знал хорошо другой язык, если он не знает свой родной язык, то что он может знать? Он не может знать ни обычаи его, не может знать ни адаты, ни законы, мне кажется, все-таки. И это надо делать. Ибрашка, я уже не шучу. Так что пусть изучают язык. Это больше даже происходит, знаете почему? Потому что родители не могут, дети не понимают, а родители не могут им объяснить правописание там или еще что-то. И поэтому, в принципе, намного больше родители возмущаются, чем дети из-за этого языка, по большому счету. И возмущаются те родители, мне кажется, именно те родители, у которых дети не говорят на родном языке, а сразу же говорят на русском. Вот для них это сложно и объяснить, и все это сделать. А по идее, если знать хорошо русский язык, как вам сказать, если они в одном, именно русский язык как с учебника, то это практически одно и то же, просто надо понять правописание, там правила, они одинаковые, что в русском, что и в ингушском языке. Так, Махмад Аминёв, что у кого у кота с ухом? Дерется. Он у нас тут задира. Так, не хотят, Лела, не могут это, когда с неба звезду достать. Перепалка с собакой. Он что, собака подрался? Ухо, да, собака. Когда? Лет 5 назад. Я не помню. С котом же? Нет. Ну, не знаю, всегда дерется. С котами всегда у него драка. Не знаю, они у нас территорию всегда охраняют свою. Драчун такой, хоть и старый. Так, ну ладно, друзья, уже 2 часа с лишним я в эфире. Давайте прощаться. Всем спокойной ночи, всем большое спасибо, огромное спасибо и за прямой эфир, и за подписки, и за комментарии, которые вы мне пишете. Настолько приятно все. У меня нет ни одного комментария плохого. Ирина Тавлять, добрый вечер, Лила. Очень интересно вас слушать, особенно про обычаи. Каждый народ интересен. Спасибо. Спасибо вам тоже. Так, если это ингушка Бестиагов, Хейл Масняр, Юлия, спокойной ночи вам, конечно, Ибрагим. Спокойной ночи. Всем доброй ночи. Как-то так. Ой, да? Не выключай. Я училась читать на ингушском разные литературные журналы, которые короткие рассказы по слогам, хотя в школе не преподавали. В школе Лемка Бокова. Почему не преподавали? Когда я училась, преподавать ингушский начали, ну, значит, вы, наверное, скорее тогда постарше меня, или жили не в том регионе. Ну, я хоть и жила в Осетии в 4 классе. Ибрашка позитивчик. Он меня царапнул. Зачем ты к этому лезешь? Ну все, короче, друзья. Нестя Хелшин, еще раз спасибо за комментарий. Хотела сказать, что мне еще не было ни одного плохого комментария. Спасибо вам за все. Так, я опоздала сегодня. Ну ничего, уже просто я слишком много уже в эфире. Спокойной вам ночи, Альбина Шахмрузаева. Лемка Бог, удачи тебе, Люба, и хороших подписчиков. Спасибо. У меня очень хорошие подписчики, действительно, друзья. Я вас всех люблю. Гости были. Еще полчаса будем прощаться. Успокойся. Ирина Толяти, доброй ночи. Ну, люди пишут же, мне же надо им ответить. Потихонечку. Ну все, друзья, спокойной ночи всем. Всех благ вам. Праведных снов вам.
Мне было очень приятно с вами. Спят усталые. Все, давай, выключай. Как-то так, Улила. Ну и Брашка, ты мне сегодня эфир дал. Выключай. Всем до свидания. Увидимся на следующем эфире.